Сказка о Бикри Мустафе. Однажды во время селемлика султан Сулейман в сопровождении многочисленной свиты ехал по площади своей столицы. Вдруг от толпы отделился какой-то пьяный оборванец, схватил лошадь султана за уздечку и остановил ее. Телохранители тотчас же бросились к дерзкому нечестивцу, чтобы схватить его, но султан, удивленный необычным поступком подданного, движением руки остановил стражников. — Чего ты хочешь? — спросил он у еле стоявшего на ногах оборванца. — О, султаным! Продай мне эту лошадь! — ответил тот. Присмотревшись к оборванцу, султан узнал в нем известного по всей стране знаменитого чудака и пьяницу Бикри Мустафу. Выходка Бикри так понравилась султану, что он весело рассмеялся и сказал: «Хорошо, Бикри, я продам тебе своего скакуна, но прошу тебя, позволь мне, пожалуйста, поездить на нем еще дня 3». «Ладно, разрешаю, Аллах с тобой. Катайся последние 3 дня, но скажи сразу, сколько ты хочешь за эту клячу. Да смотри только, Сулейман, если ты хочешь содрать с меня лишнее, то плохо тебе будет». «Не бойся, сторгуемся», — сказал султан, еле удерживаясь от смеха. «Жеребец этот обошелся мне в 500 золотых. Столько же я из тебя возьму». «По рукам!» — закричал Мустафа. «Бери задаток!» Тут он вынул из кармана болтавшийся там пиастр и протянул его султану. Потом выпустил из рук уздечку и под восхищенные возгласы толпы торжественно отправился домой. Пройдя шагов 5, он обернулся и крикнул еще раз: «Смотри же, Сулейман, не надуй Мустафу!» Прошло 3 дня. Помня о приключении, султан через своего посыльного призвал Мустафу к себе во дворец. «Ну, Бикри, раскошеливайся, покупка ждет тебя». Мустафа, из памяти которого уже вылетел его поступок, сделанный в пьяном виде, вытаращил глаза и смотрел на властителя, ничего не понимая. — О чем ты спрашиваешь, повелитель? — удивился он. — О какой покупке идет речь? — Как ты смеешь насмехаться над великим падишахом? — закричал в гневе султан. — Не ты ли сторговал у меня на прошлом селемлике моего жеребца? Обещаю уплатить за него 500 червонцев. Я сейчас же велю посадить тебя на кол, дерзкий обманщик, если ты не отдашь мне немедленно деньги. Бикри, отдавший султану в виде задатка свой единственный и последний пиастр, увидел, что попал в такое положение, от которого уже действительно недалеко до того, чтобы воссесть на кол. Почуяв, что времени терять нельзя и нужно выпутываться из беды, он приложил руку к сердцу и сказал: «О, властитель над трезвыми и пьяными! При чем же тут бедный Бикри? Ведь твоего скакуна, да продлит Аллах его дни, покупал вовсе не я, а та чудодейственная вода, которую шариат велит называть вином». Такой неслыханной дерзости султан уже не мог вытерпеть. Он вызвал стражу, чтобы расправиться с дерзким нечестивцем, но неунывающий Мустафа остановил султана и воскликнул: «Позволь же мне доказать на деле то, что я говорю тебе на словах. Прикажи этим воинам, которых ты так кстати позвал, привести сюда 3 самых смиренных и горемычных из твоих подданных, которых они встретят на улице. Пусть один из них будет безногий, другой слепой, а третий нищий галаштанник. И пусть подадут к столу кушанье и поставят побольше хорошего вина. И ты увидишь, о султаным, что будет вытворять этот могущественный напиток, превращающий бедного дервиша в великолепного падишаха и падишаха в глупого ишака». Султан Сулейман захотел проверить, правду ли говорит Мустафа, и сделал все так, как тот ему посоветовал. Не прошло и часа, как во дворец были приведены с улицы 3 жалких и забитых человека. Один из них был слепой, другой — галаштанник, а третьего внесли на руках, так как у него не было обеих ног.
Бекри усадил всех троих за богато убранный стол и принялся угощать их таким вином, какое им и во сне никогда не снилось. А султан в это время стоял за решетчатой перегородкой и с любопытством наблюдал за пирующими. Вскоре у всех троих гостей кровь в жилах стала переливаться быстрее, и языки развязались. Первым заговорил Безногий. Подняв бутылку и встряхнув ею перед собеседниками, он воскликнул: «Эх, окаянное зелье! Какое ты спокойное, когда сидишь тут, в бутылке! А стоит тебе влезть в нутро человеческое, так становишься огнем! Попадись мне тот, кто тебя выдумал, так я его, будь то хоть сам Сулейман, растоптал бы обеими ногами!» «Чего ты там разорался?» — закричал безногому слепой. «Вижу, вижу, что ты там затеваешь! Пей, дурак, да молчи! Не то я тебя так стукну, что будь ты хоть сам Сулейман, у тебя оба глаза вытекут!» Думая, что собутыльники призывают избить султана, галаштанник принялся размахивать бутылкой и во все горло закричал слепому: «Бей его, Кероглан! Чего смотришь? Бей его, Толстозадого! Выпустим из его курдюка султанский жир! Не жалко мне 70 кисе золота уплатить за его вонючую душу!» После этих слов Бекри Мустафа подошел к султану и сказал: «О, могущественный властелин! Убедился ли ты теперь, что тогда на Селемлике лошадь твою покупал вовсе не я, а вот это вино, которое превратило в отъявленных храбрецов этих обездоленных людей и дало им то, чего у них нет?» Но султан Сулейман ничего не ответил Бекри. Он сидел ни жив, ни мертв за своей перегородкой и слушал, какие страшные угрозы посылают ему самые презираемые из его подданных. Когда же он вспомнил, что таких подданных в его государстве больше, чем 1000 тысяч и еще 1000, холодный пот прошиб его. Забыв о расправе, он отпустил с миром и Бекри, и всех 3 гостей. Решив, что всякое недовольство и возмущение среди подданных происходят от употребления ими вина, он поднял глаза к небу и прошептал: «Ля-илах ля-ла! Велик пророк, запретивший правоверным пить эту проклятую жидкость». Сказка о воре Амете и карманщике Мемете. Жила некогда в Египте одна блудница. Эта женщина имела одновременно 2 мужей и так жила с ними, что ни один из них ничего не знал о своем сопернике. И занимался один из этих мужей воровством, а у другого была профессия карманщика. И оба они были лишь учениками этой блудницы. Вот однажды первый муж, которого звали Аметом, попался на продаже краденой одежды, и пришлось ему спасаться от преследования. Вбежал он в дом своей жены, чтобы спрятаться у нее, и рассказал ей о своей неудаче. И посоветовала ему жена, раз уж увлечен он в преступлении, покинуть на некоторое время этот город. Дала она ему полкоровая хлеба да полкурдюка сала и выпроводила на большую дорогу. Спустя немного времени явился второй муж, которого звали Меметом, и которого судьба научила быть обирателем карманов. И этот муж тоже попросил спрятать его, потому что и он попался на одном деле и скрывается от преследования. Дала женщина и этому своему мужу полкоровая и оставшуюся половину курдюка и выпроводила также на большую дорогу. И пошел он по ней за первым мужем, Аметом. А тот, между тем, остановился за городом у источника, вынул из мешка хлеб и сало и стал угощаться. В это время подошел к источнику второй муж, Мемет, сел поблизости и тоже достал свои припасы, чтобы утолить голод. Увидя незнакомца, расположившегося на отдых в нескольких шагах от него, Амет последовал обычаю правоверных стран Востока и пригласил его присоединиться к нему, чтобы совершать трапезу совместно. Когда Мемет принял приглашение и подсел к Амету,
тот с удивлением увидел, что хлеб этого прохожего половина того же каравая, что и его хлеб, и что сало отрезано от того же курдюка, что и кусок, лежащий перед ним самим. Заинтересовался этим Амет и спросил карманщика, кто он такой и откуда держит путь. Мемет рассказал подробно, откуда он, указал улицу, на которой живет, и назвал имя своей жены. «Позволь!» — воскликнул Амет. «Так ведь это же я живу в этом доме. И эта женщина, которую ты называешь своей женой, моя жена? Ах ты дерзкий обманщик! Ты ответишь мне за эти слова!» Подивился этим словам Мемет и не поверил своим ушам. Взял он оба куска хлеба и примерил их друг к другу. Оказались они половинами одного каравая. Взял сало и тоже сложил куски вместе, и тоже составили они вместе один курдюк. И пришел тут Мемет в ярость и закричал на собеседника: «Как? Чтобы она была твоей женой? Да я 10 лет живу с ней, и не будь я хороший карманщик, если отдам ее тебе!» Амет тоже поднялся на ноги и тоже начал кричать на соперника. Так ругались и спорили они до тех пор, пока Мемет, который был более рассудительным, сказал, обращаясь к вору: «Вот что, друг, драка все равно бесполезна, ибо не разрешит она нашего спора. Не лучше ли будет, если мы сейчас оба вернемся к нашей жене и спросим у нее самой, кто же по-настоящему является ее мужем? И тогда станет нам все это ясно, как десница пророка». Согласился с такими словами Амет, и направились они оба домой. Увидев их вместе, жена двух мужей тотчас же догадалась, в чем дело, предложила им сесть, села сама напротив и сказала так: «Именем Аллаха и его пророка заявляю чистосердечно, что до сегодняшнего дня принадлежала я вам обоим. Но сегодня, раз уже узнали вы оба об этом, буду я женой только того из вас, кто покажет себя более искусным в своем деле». Выслушали эти слова оба мужа, и так как все равно не придумали бы они ничего лучшего, то согласились они на эти условия и решили испытать свою ловкость. Мемет вызвался первым начать испытание и направился в сопровождении Амета на городской базар. Там он высмотрел одного богатого чужестранца, который, расплачиваясь с торговцем, положил в свой кошелек золотые и спрятал его себе за пазуху. «Ну, смотри, что я буду делать», — сказал Мемет Амету. С этими словами он подошел к чужестранцу и так ловко вытащил у него из-за пазухи кисет, что тот ничего и не заметил. Зайдя в переулочек, Мемет высыпал золото к себе на колени и пересчитал его. В кисете оказалось ровно 1000 золотых. Карманщик отсчитал от этой 1000 9 золотых и положил их в карман, а остальные 991 червонец высыпал обратно в кошелек. Потом снял с пальца серебряное кольцо со своей печатью и тоже положил его в кисет. «Ну вот», — сказал он Амету, — «теперь посмотри, что будет дальше». Сказав так, он вернулся к чужестранцу, который так и не хватился еще своих денег, сунул ему снова за пазуху кисет и опять отошел в сторону. Потом он в 3-й раз подошел к этому человеку и вдруг схватил его за шиворот. «Ах ты, проклятый вор!» — закричал он на чужестранца. «Как ты смел ограбить меня, честного, уважаемого купца? Да я сейчас же передам тебя в руки правосудия, если ты не вернешь мне немедленно мой кисет». Чужестранец так был ошеломлен этим нападением, что, ничего не понимая, вытаращил глаза на карманщика и воскликнул: «Вот тебе и на! Да ты что, очумел, что ли? Кто ты такой, что хочешь отнять у меня мои собственные деньги? Оставь меня в покое и уходи ради Аллаха по добру, по здорову». Но не так-то легко было отвязаться от Мемета. Он крепко держал чужеземца и орал на него все громче: так ты хочешь узнать меня поближе? Ну так следуй же, окаянный ворюга, за мной к Кадию». Видя, что ему все равно не отвязаться от дерзкого пройдохи, чужестранец решил, что нет ничего лучше, как предстать перед судьею, а потому без сопротивления последовал за Меметом. А Амет шел возле
и с любопытством смотрел, что будет дальше. Так пришли они к Кадию. И Мемет, ругаясь и призывая в свидетели Аллаха, заявил, что он обокраден и требует обратно свой кисет. А чужестранец, в свою очередь, кричал, что кисет принадлежит ему и что он может доказать это чем угодно. «Ну, если ты уверяешь, что кисет твой, то скажи же, сколько червонцев находится в нем?» — сказал Кадий, обращаясь к чужестранцу. «Ровно 1000!» — воскликнул чужеземец. «И я откажусь от этих денег, если там будет хоть на 1 пиастр меньше». «Ну, а ты?» — спросил Кадий у Мемета. «Сколько ты считаешь в этом кисете червонцев?» «Клянусь бородой пророка!» — воскликнул карманщик. «Если вор этот не успел еще что-нибудь вытащить из кошелька, то в нем должно находиться 991 червонец и кольцо с моей печатью». «Высыпайте, червонцы», — сказал Кадий чужестранцу. Чужестранец вынул из-за пазухи кисет и высыпал его содержимое на стол. Каково же было его изумление, когда, пересчитав золото, он нашел там 991 червонец и серебряное кольцо с именем Мемета. Кадий, согласно закону, тотчас же передал червонцы и кольцо Мемету, а дерзкому чужестранцу приказал всыпать 50 палочных ударов. Выполнив так искусно свою задачу, Мемет в сопровождении Амета вернулся домой и рассказал жене обо всем, что с ним случилось. «Вот доказательство моего искусства», — сказал он, передавая ей заработанные червонцы. Женщина похвалила Мемета и сказала, что ни один карманщик в мире не превзошел его искусной и чистой работой. «Теперь твоя очередь», — обратилась она к вору. «Иди и ловкой проделкой покажи свое умение». Амет дождался ночи, взял веревку и, захватив с собой Мемета, направился с ним прямо ко дворцу падишаха. Как только они подошли к высокой стене дворца, Амет закинул веревку на стену и в мгновение ока забрался внутрь двора. Затем он втащил туда же Мемета и пошел искать помещение, где хранилась казна. С ужасом смотрел Мемет на действия смелого вора, а тот, достав отмычки, немедленно открыл тяжелую дверь и набрал из казны столько драгоценностей, сколько поместилось у него в широких карманах шаровар. Выйдя с драгоценной ношей из сокровищницы и снова закрыв за собой дверь, Амет поймал в птичнике гуся и придушил его так, что тот не издал ни звука. После этого он разложил перед самым окном ханских покоев костер и приказал дрожавшему от страха Мемету зажарить жирную птицу. «Ради Аллаха!» — взмолился вне себя от ужаса Мемет. «Не губи ты мою душу, Амет-эфенди! Уйдем отсюда, пока не приказал падишах предать нас смерти!» «Переверни на другой бок, а то пережаришь», — ответил вор. Сказав так, он подошел к окну ханской спальни и вскочил на подоконник. «Богом тебя прошу!» — зашептал чуть живой от ужаса карманщик. «Отпусти меня ради пророка домой. Бери, пожалуйста, эту женщину себе в жены. Я навеки откажусь от нее, только заклинаю тебя, уйдем отсюда!» «Знаем мы вас», — засмеялся вор. «Сейчас отказываешься, а стоит только вернуться домой, как у тебя из памяти вышибет эти слова. Нет уж, лучше я спрошу самого падишаха, кто из нас двоих более достоин наслаждаться этой женщиной». И с этими словами Амет нырнул в окно и без шума проник в ханскую спальню. Там он увидел падишаха, который лежал на тахте под балдахином и дремал, а подле него сидел молодой евнух и чесал ему пятки. Этот евнух, как видно, тоже хотел спать, потому что то и дело клевал носом и, чтобы не заснуть совсем, жевал ароматную мастику. Амет подкрался к евнуху и тихонько всунул ему в рот конский волос, который тот сейчас же вживал в мастику. Как только голова евнуха снова опустилась на грудь, вор ловким движением руки вытащил за волос эту мастику у него изо рта, потом поднес к его носу пузырек с сонным снадобьем и усыпил его. Евнух окончательно повалился на бок и захрапел, как поросенок. Амет поднял его, положил в стоявшую рядом корзину
и повесил на крюк, торчавший в потолке, а сам уселся на его месте и принялся почесывать падишаховы пятки. Мемет, жаривший под окном своего гусака, чуть не умер от страха, когда увидел все это. Его то бросало в жар, то обливало холодным потом. «Государь мой!» — вкратчиво обратился Амет к дремавшему падишаху. «Проснись на минутку, я расскажу тебе сказку». Шах приоткрыл глаза и, не различив перемену, сказал в полусне: «Говори, я слушаю». И Амет начал повествование о своих и Меметовых приключениях, начиная с того момента, когда они впервые встретились. Так он рассказал, как они условились, что выиграет женщину тот, кто отличится наибольшей ловкостью и самой искусной проделкой. В это время карманщик, окончательно уже терявший от страха разум, начал громко возносить моление Аллаху. «Ты лучше переверни гуся, а то он пережарится!» — крикнул ему из спальни Амет и снова продолжал рассказ. Он поведал шаху о том, как ловко околпачил Мемет на базаре чужеземца, как они пошли потом вместе, Амет и Мемет, ко дворцу, и как перелезли они через высокий забор. Рассказал о том, как обокрал он казну, и как пролез к шаху в спальню и усыпил евнуха. Вот и сидит этот вор Амет и почесывает падишаху пятки и услаждает его слух занимательными сказками. Спи, спи, государь. Висит твой евнух в корзине и видит хорошие сны. Переверни-ка гуся, чтоб не пережарился. Ни жив, ни мертв сидел Мемет в продолжении этого рассказа над своим гусаком и видел себя в мыслях уже на колу. А Амет наклонился над падишахом и спросил его: «Скажи же, о мудрый царь, кто из этих двух ловкачей заслуживает объятий той неверной женщины?» И падишах в полусне ответил: «Конечно же, вор. Он с честью победил в этом состязании, показал больше искусства в своем деле и заслужил поэтому право быть мужем этой красавицы». «Ты слышал решение царя?» — обратился Амет к карманщику. «Слышал, слышал», — зашептал, стуча зубами Мемет. «Бери ее ради Аллаха, она твоя. Только отпусти ты меня отсюда, пока я жив. Уйдем, прошу тебя, из этого места, пока не поздно. Не только жену, все мое наворованное добро возьми себе, только давай, пожалуйста, скорее бежать отсюда». Убедившись, что соперник действительно не будет больше претендовать на его жену, Амет вылез из ханской спальни, подкрепился спокойно гусятиной и вернулся с Меметом домой. Там он рассказал жене обо всем происшедшем, и когда Мемет подтвердил его слова, жена настолько была восхищена деяниями Амета, что приняла его как мужа и заявила, что впредь только с ним одним будет разделять свое ложе. С тех пор так и осталась поговорка: «Переверни гуся, чтобы не пережарился». Когда падишах утром проснулся и посмотрел вокруг себя, он с удивлением заметил, что верного его евнуха нет возле кровати. Сколько ни окликал его падишах, все было тщетно, ответа не последовало. Вне себя от гнева намеревался уже было падишах ударить в ладоши и созвать людей, как вдруг увидел, что евнух преспокойно спит в подвешенной к потолку корзине. Встал тогда падишах, вытащил его оттуда и привел в чувство. «Как попал ты в эту корзину?» — спросил он его сурово. Евнух вытаращил глаза и забормотал, что он ничего не знает и не помнит. Тогда только и понял падишах, что это не приснилось ему. Тогда только догадался, кто ему чесал пятки и рассказывал сказки. Тотчас же он созвал большой диван, всех своих визирей, эмиров и беев. Рассказав им о невероятном событии и выслушав их мнение, шах приказал немедленно послать по всей стране телялов-глашатаев, чтобы нашли они этого вора во что бы то ни стало, и чтобы привели перед его падишаховы очи. И в ту же минуту 1000 телялов побежало по улицам и площадям столицы объявлять народу о розыске ловкого пройдохи.
Под звуки тамбуров клялись они и призывали в свидетели пророка, что ни один волос не упадет с головы этого человека, и что падишах отдаст ему все, что тот унес из его казны, да еще и одарит его своими милостями. Слушал Амет эти призывы, выступил вперед, да и объявил, что он и есть этот самый сказочник. Глашатые сейчас же взяли его и повели впереди себя во дворец падишаха. «Селям алейкум, Амет ага!» — поздоровался с ним падишах, как только Амет вошел к нему. «Поведай мне, искуснейший из грабителей моей страны, что принудило тебя совершить такой смелый подвиг? Говори смело и не бойся моего гнева». Амет снова повторил свой рассказ и объяснил, что суждение о своем искусстве хотел он услышать от самого падишаха, потому и пролез он в его спальню. Когда он окончил повествование, шах обнял его и сказал: «Не дело такому ловкому артисту пропадать на мелком воровстве и жульничестве. Ты достоин, сын мой, занять место главного моего визиря и применить свое искусство в деле управления всей страной. Иди же в диван и займи место среди тебе подобных». И, одарив Амета драгоценностями, падишах сделал его главным своим визирем. Сказка о грозном хане и Лухман-Хекиме. В давние времена жил-был на свете могущественный хан. И жил в стране этого хана великий мудрец и целитель Лухман-Хеким. Был Лухман-Хеким прямодушен и добр к народу, и смело обличал все козни гордого хана. Не взлюбил его за это хан и повелел однажды заключить в темницу. Бросили Лухмана в глубокий колодец и прикрыли сверху 1000-пудовым камнем. Думал хан избавиться так от мудреца. Но разве может гордыня бороться с мудростью? Была у Лухман-Хекима склянка с чудесным бальзамом, который составил он из разных трав. Каждый день отпивал он по несколько капель из этого сосуда, и пролетали мимо него голод и жажда, как ветер мимо старой чинары. Долгие годы провел так Лухман-Хеким в темнице без солнца и чистого воздуха. Умер уже хан, а мудрец продолжал оставаться живым в своем заточении. А думали все, что давно уже истлели в темнице даже кости Лухман-Хекима. Вот стал у власти новый хан. Еще более грозен и несправедлив был он. Текли потоки крови от неправедных его деяний, и велики были несчастья народа. Но тут случилось, что сама судьба наказала нового хана за грехи его. Наслала она на хана тяжкую, неизлечимую болезнь. Овладела телом хана оцепенение, и не мог он двинуть ни одним членом. Сколько ни пытались придворные лекари излечить своего повелителя, все было напрасно. Не было средств облегчить недуг, и увеличивался он с каждым днем все более и более. Приходил хан в ярость и повелевал отсекать безжалостно головы у неповинных врачевателей. И явился однажды к хану некий старик и сказал ему: «О достойный наследник своего отца, всемогущий царь царей! Если бы жив был Лухман-Хеким, то нашел бы он средства облегчить твой недуг. Только он смог бы исцелить тебя и отогнать шайтана от твоего ложа. Расскажи мне об этом Лухмане», — приказал хан. Покачал старик головой и долго ничего не отвечал. Потом посмотрел на хана и промолвил: «Слушай же, государь, но не гневись и не приказывай предать меня смерти. Не было никогда более мудрого человека, чем этот Лухман-Хеким, ибо изведал он тайны мироздания и познал ключи от человеческого здравия. Но был он целителем бедных и осуждал властелинов, гнетущих народ непосильными тягостями. И приказал твой отец казнить его за это тяжкой и незаслуженной смертью. Бросил он Лухмана в колодец и навалил над входом 1000-пудовый камень. 200 новолуний прошло с тех пор, и не осталось, вероятно, и праха от величайшего из мудрецов. «Откройте колодец», — приказал хан слугам, — «и покажите мне это место». Воля хана была исполнена.
Тотчас же направились слуги к этому проклятому колодцу. Много пришлось им приложить усилий, пока отвалили они тысячепудовый камень в сторону. Каково же было их удивление, когда увидели они на дне колодца Лухмана Хикима живым и невредимым. Только побелели волосы мудреца, как вершина Чатырдага от выпавшего снега, да избороздили его чело глубокие овраги морщин. Вышел Лухман из колодца спокойный и печальный и спросил, чего захотели от него живущие под солнечным светом. И поведали ему слуги о болезни хана и о том, что возжелал он увидеть кости великого целителя. «Пойдем, о мудрейший из ученых! Хан наградит тебя за твое искусство, если сумеешь ты излечить его недуг». «Нет», — ответил Лухман Хиким, — «не буду я возвращать жизнь тем, кто не жалеет жизней своих подданных. Оставьте меня здесь и возвращайтесь обратно». Но слуги бросились к ногам старика и начали упрашивать его следовать за ними. «Он убьет нас, если узнает, что ты жив и не соглашаешься пойти с нами. Смилуйся над нами, о мудрец, не подвергай нас опасности». Смягчилось сердце старого Лухмана, и уступил он просьбам этих людей. «Но прежде чем явиться к хану, — сказал он, — должен я провести 40 дней в уединении вдали от городского шума». И удалился Лухман Хиким в хижину одного бедняка и провел там 40 дней в размышлении. Когда же наступил 41-й день, пришли от хана посланцы и повели мудреца во дворец. С нетерпением ждал хан целителя и обрадовался его появлению, а Лухман Хиким посмотрел на хана и увидел Лухман, что излечить эту болезнь можно только сильно подействовав на душу одержимого ею. «Есть ли у тебя сын, о считающий себя непобедимым?» — спросил он у властелина. «Да», — ответил хан, — «но почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Знай», — ответил Лухман, — «что для того, чтобы избегнуть смерти, ты должен принести его в жертву. Только тогда отлетит твой недуг, когда омоешь ты лицо свое кровью сына». «О, мудрец!» — воскликнул в ужасе хан. «Что за лекарство предлагаешь ты мне? Я не хочу убивать своего наследника». «Делай, как хочешь», — отвечал Лухман. «Но помни, что это единственное средство». И, повернувшись, мудрец удалился медленно и спокойно. Несколько дней прошло, и еще больше усилился страшный недуг властелина. Снова призвал он Лухмана и снова начал упрашивать излечить его. «О, Хиким, требуй у меня чего хочешь. Я одарю тебя многими сокровищами, только отгони от меня болезнь. Нет у меня больше сил выносить мучения». «Есть только одно средство, и я говорил о нем», — сказал Лухман опять. «Зачем же ты утомляешь меня своими стонами?» Иссякло уже терпение у хана, а думал он всегда только о самом себе. «Хорошо!» — воскликнул он. «Если так, то зарежьте сына, но так, чтобы не видел я этого». «Не принесет это пользы», — возразил мудрец. «Мне известно, что только тогда это средство достигнет цели, когда совершится оно на глазах больного». «Ну, делай, как хочешь!» — закричал хан. Привели ханского сына и связали его руки крепкими веревками. И привязал незаметно Лухман Хиким к шее жертвы пузырь, наполненный овечьей кровью. «Ну, гляди же сюда, не закрывая глаз», — приказал Лухман хану. Вперил хан свои глаза в сына, а Лухман взялся за острый нож. Высоко взмахнул Лухман ножом и глубоко вонзил его, будто бы в горло ханского наследника. Проткнула сталь тугой пузырь, и полилась из него кровь, обливая тело. 5 лет не двигался с места хан. А тут вскочил с носилок, как ужаленный, и бросился к сыну. Усмехнулся Лухман Хиким и протянул хану пробитый пузырь.
Сильно обрадовался властитель, когда увидел сына невредимым, но не было пределов его изумлению, когда почувствовал он себя совершенно исцеленным. А Лухман Хиким, мудрый врачеватель, обратился к хану и сказал: «Видишь, как сильно действует на человека душевное потрясение. Но еще скажу тебе, о распоряжающейся человеческими жизнями. Ты теперь видишь сам, как велики страдания человеческие. Ты убедился в том, сколько горя приносит смерть близких. Знай же, гордый тиран, что тысячи людей подвергаешь ты ежедневно таким страданиям. Тысячи матерей оплакивают своих детей, убитых тобою. Тысячи братьев оплакивают погубленных тобою сестер». Ничего не ответил на это хан, и сошли благополучно для мудреца смелые его слова. В тот же день объявил хан пир и созвал на него весь народ. 40 дней и 40 ночей продолжалось пиршество, и передавалось на пиру из уст в уста молва о том, что на привыкшего к крови хана могла подействовать только кровь собственного сына. Сказка о мудром Ишаке. В очень давние времена у одного престарелого чабана был старый и умудренный опытом Ишак. Чабан очень любил своего Ишака и никогда не упускал случая похвалиться им. «Мой осел, да продлит Аллах его дни, гораздо умнее визирей нашего падишаха», — говорил он во всех кофейнях. Однажды слова чабана достигли царственных ушей. «Как смеет голый чабан сравнивать своего плешивого ишака с моими любимыми визирями!» — закричал в гневе падишах. «Немедленно привести ко мне дерзкого нечестивца!» Стража тотчас разыскал старика и доставила его перед грозные очи властителя. «Ну, — сказал падишах, — отвечай мне прямо, как осмелился ты, мелкий червяк, унижать моих визирей такими кощунственными уподоблениями!» Чабан, нисколько не смутившись, посмотрел султану в глаза и сказал: «О мудрейший из мудрых, властелин над властелинами, шах-ин-шах! Я ведь не попусту говорю, что мой осел, да будет благословен час его рождения, умней, чем твои любимцы-визири. Поверь мне, что моими устами говорит так чуть ли не сам Аллах. Однажды я ехал на этом осле через мост, на котором было немало дыр и щелей. Как ни был осторожен мой осел, а все-таки попал он одной ногой в дыру и повредил себе колено. И с тех пор, сколько ни приходилось мне проезжать через тот мост, мой мудрый осел, да будет над ним благословение пророка, ни за что не хотел переходить по этому месту, где была дыра. Он всегда благоразумно обходил ее, помня о том, что с ним случилось. Скажи же теперь, о царь царей, так ли благоразумно поступают твои визири? Я давно живу на свете и видел своими глазами, сколько их перевешал ты за слишком уж явное воровство, вероломство и взяточничество. И ни один из них никогда не хотел учесть опыта своих предшественников и сделать так, чтобы злоупотребления не бросались в глаза. Сколь ни широк мост узаконенных тобой злодеяний, а все-таки не могут твои визири ловко обходить встречающиеся на нем узкие щели, выпущенных для вида законов. Как можешь ты, спрошу теперь я, сравнивать после этого моего мудрого осла с этими дураками?» Ничего не оставалось сделать падишаху, как согласиться с доводами чабана и, наградив его попоной для ишака, отпустить невредимым из дворца. Сказка о бедном дровосеке и чудесном талисмане. Давным-давно, было ли то в самом деле или не было, жила бедная старушка. И был у этой старушки
единственный сын которого звали Асаном. Занимался Асан тем, что рубил в лесу дрова для всей деревни и тем добывал пропитание себе и своей матери. И жили так в бедности мать и сын, и не было у них другого имущества, кроме старенькой сакли на опушке леса. Вот однажды возвращался Асан из лесу домой, и пришлось ему забраться в такую чащу, в которой он никогда еще не был. Долго ли, коротко ли карабкался он по косогорам и оврагам, как вдруг услышал неподалеку от себя, в зарослях, какой-то свист и тяжелое топанье. Полюбопытствовал он узнать, что там происходит, и подкрался незаметно к тому месту. Каково же было его удивление, когда он увидел такое странное зрелище. Огромное чудовище в образе страшного быка, изрыгая дым и пламя и ударяя хвостом по деревьям, боролось со змеей необыкновенного вида. Тело змеи блистало на солнце, как ятаган Азраила, переливаясь всеми цветами радуги, а голова была украшена белоснежной челмой с большим бриллиантом посередине. По-видимому, змея потерпела поражение в этой схватке, потому что бык прижал ее рогами к земле и норовил раздавить копытом ее извивающееся тело. Вся трава вокруг была сожжена огнем, выходившим из ноздрей чудовища. «Не уйти змее живой из-под копыт этого шайтана», — подумал Асан, и захотелось ему помочь, попавшей в беду твари. Выхватив из-за пояса свой топор и выскочив из засады, он со всего размаха нанес удар между рогов быка-чудовища. Велика была сила дровосека, и повалился бык на землю, как срубленное дерево. Вытер Асан топор о шкуру быка и готовился уже двинуться в дальнейший путь, но тут подползла к нему спасенная змея и заговорила человеческим голосом. «О, сын Адамова племени! Как благодарить мне тебя за свое избавление? 40 лет ведет наш род борьбу с этим злодеем, и многие погибли под его смертоносными копытами. 3 дня и 3 ночи единоборствовала я с чудовищем, и иссякали уже у меня силы. Если бы не вызволил ты меня из беды, погибла бы я страшной смертью. О, добрый юноша! Не отпущу я тебя без награды за твою милость ко мне. Знай, что я единственная дочь царя Дивов, и не пожалеет отец за мое спасение никаких сокровищ. Проси, что хочешь, и не получишь ты ни в чем моего отказа». Удивился дровосек этим словам и ответил змея-царевне: «Ничего не хочу я брать у тебя, дочь царя Дивов. Отпусти меня с миром, ибо спешу я к своей старушке-матери». «Нет, не оставлю я тебя так», — возразила змея. «Следуй за мной, спаситель мой. Я поведу тебя в Сираль моего повелителя отца». Заинтересовался Асан словами змеи и, подчинившись ее желаниям, последовал за ней. Так двинулись они неведомыми тропами по оврагам и пещерам в подземное царство дивов. «Слушай же мой совет», — сказала по дороге чудесная змея. «Пусть не страшит тебя, доблестного Пехлевана, грозный вид моего родителя. Чтобы попасть в его царство, нам придется сначала пройти через утробу моей матери, а затем через брюхо моего отца. Страшный мрак окутает нас по этой дороге, и невыносим будет этот путь для слабого сердца. Но это единственный путь в наше царство, и должен ты набраться смелости. Зато встретит тебя царь-змей с почетом и милостями и наградит тебя за доблестный подвиг. Будет он одаривать тебя драгоценностями, откажись от них. Будет давать чудесное зеркало, отвергни его. Захочет вознаградить волшебным мечом, отвернись от меча, но попроси ты себе в награду чудодейственный камень, который лежит у него под языком, и принесет тебе этот талисман счастья и все блага мира, каких только ты пожелаешь в своей жизни. «А не убьет ли меня твой родитель,
когда увидит мою дерзость», — усомнился Асан. «Делай так, как я сказала тебе», — повторила змея. Так добрались путники до огромного провала в горе. У самой пещеры, закрывая в нее вход, лежало два чудовищных тела, переливаясь на солнце твердой, как алмаз, чешуей. И вошли путники в пасть первого тела, и содрогнулось от ужаса сердце дровосека. И вошли потом они в утробу второго тела, и остановилась, заледенев, кровь Асана. Но не выдал он своего испуга и уверенно шел за своим проводником. Вышел Асан из утробы змея-царя и предстал перед его страшные очи вместе со своей спутницей. Ужасен был вид царя дивов, и блистали, как две луны, два его глаза, налившиеся кровью. Но рассказала спутница Асана о своем спасении и указала на дровосека. «Вот, пред тобой, царственный мой родитель, доблестный Пехлеван, спасший меня от гибели». И взглянул на Асана страшный змей с ласкою и благодарностью. «Проси, чего хочешь», — прошипел он. «Ни в чем не будет тебе отказа. Видишь ты эти алмазы, бери сколько хочешь. Видишь сапфиры и топазы, насыпай их в карманы, сколько поместится». «Не нужны мне алмазы и сапфиры», — сказал Асан. «Дай мне талисман, который ты держишь у себя под языком». «О, доблестный сын Адама!» — воскликнул змей. «Ты достоин великих наград. Но зачем ты просишь у меня невозможного? Слушай, добрый мой гость, есть у меня чудесное зеркало. Возьми его, оно охранит тебя от многих невзгод». «Не хочу», — сказал Асан. «Но ведь подъязычный камень дороже мне всего на свете», — взмолился змей. «Отец мой», — вмешалась дива, — «если не отдашь ты этого талисмана моему избавителю, то уйду я с ним от тебя навеки». Тяжело было расставаться гордому змею со своим камнем, но разлука с дочерью была еще страшнее. И отдал он дровосеку чудесный талисман, который держал он у себя под языком. Поблагодарил Асан царя дивов и вышел через его чрево из его царства. А дива-змея, проводив юношу до дороги, сказала ему на прощание такие слова. «О, добродетельный мой спаситель! Когда настигнет тебя рок своими карами, положи под язык свой этот камень, и явится к тебе в тот же миг 40 джигитов-богатырей и помогут выбраться с честью из затруднения. Но береги талисман, как зеницу ока, и храни его, как хранишь свое сердце». Поблагодарил Асан диву, простился с ней и пошел своей дорогой к Сакле, старушке-матери. Долго ли, коротко ли шел он так, только проголодался к вечеру и пожелал проверить силу талисмана. Положил он его под язык, и в ту же минуту предстали перед ним 40 чудо-богатырей. «Мы ждем твоих приказаний, о повелитель», — проговорили они. «Я хочу есть», — сказал дровосек. «Подайте мне пообедать». «Слушаем, эфенди», — сказали богатыри. И не успел Асан мигнуть глазом, как появилась перед ним скатерть. А на скатерти 40 блюд с разными яствами. Слаще меда, ароматнее мускуса были эти кушанья. С жадностью набросился дровосек на еду, а слуги-богатыри стояли возле, скрестив на груди руки и ожидая дальнейших приказаний своего повелителя. «Благословенна судьба, я уже сыт», — сказал обладатель талисмана, наевшись. Тотчас же после этих слов скатерть с пустыми блюдами исчезла, а с ней исчезли и 40 джигитов. «Значит, дива сказала правду», — воскликнул Асан, не переставая удивляться. Однако пора продолжать путь. И еще раз возблагодарив судьбу,
Дровосек двинулся по дороге. Вскоре он добрался домой и радостный вошел в Саклю. В Сакле он нашел свою мать, сидящей у окна и горько плачущей. «Не плачь, родительница!» — воскликнул Асан. «Твой сын никогда еще не попадал в просак, а теперь и подавно не попадет. О, мать, вскормившая меня из сосцов своих, слушай, что скажу я тебе. Иди сегодня во дворец нашего падишаха и сосватай мне падишахскую дочь». «Сын мой!» — воскликнула в ужасе старуха. «Опомнись! Проклятый шайтан помутил твой разум. Заклинаю тебя, не повторяй больше этих безумных слов ни разу. Ты только подумай, как расправился бы с нами падишах, если бы услышал он о твоих помыслах. Молчи же, мой сын, и возноси молитву Аллаху, и да хранит он тебя от наваждения окаянного Иблиса». «Нет, дорогая матушка», — возразил Асан, — «Аллах не отнял разума у твоего сына. И я не попусту говорю тебе. Иди же и проси для меня руку дочери падишаха». Снова принялась старуха увещевать сына. И еще больше настаивал Асан. Нечего было делать. Собралась бедная женщина и, обливаясь слезами, направилась к падишаху сватать для сына его дочь. Но так велик был ее страх за судьбу свою и сыновью, что не дошла она до дворца и вернулась обратно. «О, месяц моей жизни!» — сказала она Асану. «Падишах чуть не лишил меня этой седой головы. Страшен был гнев его, и еле-еле унесла я свои пятки от его ярости». «Не верю я твоим словам», — возразил Асан. «Я видел, что ты не дошла до дворца падишаха. Иди же и принеси мне его ответ». Тщетно умоляла старушка пощадить их жизни. Непреклонен был Асан. Пришлось ей исполнить его волю. У самого дворца встретила старушку дворцовая стража и преградила ей путь своими ятаганами. «Именем Аллаха пропустите меня к падишаху», — взмолилась женщина. «Я несу повелителю очень важное известие». Поверила стража этой хитрости и привела старушку при дочи властителя. «О, царь царей!» — сказала старушка, представ перед падишахом. «Да не обрушится гнев твой на мои седины. Никак не могла образумить я сына. Вздумалась парню сделаться твоим зятем. Смилуйся надо мной, шах-ин-шах, но возжелал он взять в жены царственную твою дочку». Рассвирепел падишах, глядя на такую невиданную дерзость, и захотелось ему поиздеваться над дерзким дровосеком. «Ладно», — сказал он, усмехаясь, — «ладно, седовласая сваха, так и быть. Пусть берет твой сын мою дочь, я согласен стать его тестем. Но обязан он выполнить мое условие. Пусть выстроит он из камня Зюберджета дворец, который был бы вдвое больше моего дворца. И пусть соединит он оба эти дворца мостом из чистого золота. И войдет по тому мосту, не ступая на землю, дочь моя в покое твоего сына. И станет он ее мужем и моим зятем. Даю я сроку на это дело ровно 40 дней и 40 ночей. Но передай жениху, что если не будет к 41-му дню готово то, о чем говорю я, не миновать тогда его голове секиры моего джеляда». В отчаянии возвращалась несчастная женщина в свою Саклю. «Придется нам погибнуть обоим», — думала она. «Придется нам подставить наши неразумные головы под топор палача». Рассказала она сыну об условии падишаха и залилась еще больше горькими слезами. А Асан, хитро улыбнувшись, воскликнул: «Вот когда повернет к нам судьба свое милостивое лицо». Быстро пролетали дни за днями, как стаи журавлей по чистому небу. Но не торопился Асан приступать к работе и спокойно ожидал окончания срока. В ужас приходила мать. И спал безмятежно по ночам отважный дровосек. Наступила 39-я ночь, и наступило 40-е утро. И прошел весь 40-й день. К вечеру вышел Асан из Сакли
и положил под язык свой чудодейственный талисман. В тот же миг предстало перед ним 40 чудо-богатырей. «Буйрун Эфендим, чего изволите?» — промолвили они, склонив головы. «Мы ждем твоих приказаний, повелитель». «Пока я закрою глаза и вновь открою их», — сказал Асан, — «выстройте мне, о джигиты, дворец из Зюберджета. И пусть окна этого дворца будут из порфира, а двери из изумруда. И пусть этот дворец будет вдвое больше, чем дворец падишаха. Дворец же падишаха поверните лицом к востоку и придвиньте на утро к нему мой дворец и соедините их оба мостом из чистого золота». «Слушаем», — проговорили аскеры и исчезли из глаз Асана. Закрыл Асан глаза, и когда открыл их через минуту, его взором предстал необычайной красоты дворец, переливавшийся огнями драгоценных камней во всем своем ослепительном блеске. Под утро проснулся падишах, и защемило у него в глазах от яркого света. Удивился падишах, ударил в ладоши и спросил появившихся слуг: «Неужели же солнце взошло с запада и слепит меня своими лучами через окна моих покоев?» «Нет, Шаханшах», — ответили слуги, — «солнце сегодня взошло там, где всегда, и обычный свой путь совершает по небосклону. Но встань, повелитель, и посмотри в окно, и ты увидишь чудо из чудес, никогда еще не виданное ни одним человеком. За ночь повернулся твой дворец лицом в ту сторону, где рождается солнце. И еще большее чудо увидишь ты, когда посмотришь в окно. Вырос за ночь перед твоим дворцом другой дворец, и несравнима ни с чем его ослепительная красота». Соскочил падишах с подушек, подбежал к окну и увидел волшебное зрелище. Прямо перед глазами стоял величественный дворец из Зюберджета, и переливались его украшения драгоценными камнями. Вдвое больше был этот дворец царственных хором падишаха, и в 1000 раз превосходил их пышностью и красотою. И соединялись оба дворца мостом, сделанным из чистого золота. «Кто создатель сего чуда?» — воскликнул изумленный падишах. «Кто смог за ночь выстроить этот замок?» И вспомнил падишах, что сегодня настал день, когда должен был Джилят казнить дерзкого дровосека. И сказал падишах царедворцам: «Немедленно приведите ко мне этого чародея и его хитроумную старуху». Царедворцы бросились выполнять волю повелителя, и через некоторое время Асан со своей матерью предстал при дочи падишаха. Падишах усадил их около трона и сказал Асану: «Ты достоин руки моей старшей дочери, доблестный Пехлеван. Хвала твоему искусству. Отныне ты будешь моим великим визирем. Сегодня же справим свадьбу и попируем на радостях». Тотчас же начался пир. 40 дней и 40 ночей длился он, и много съедено было барашков бесчисленными гостями. А на 41-й день сделался Асан мужем красавицы и первым визирем могущественного падишаха. И стал он жить со своей матерью в роскоши и довольстве. Но недолго продолжались эти радости. Вскоре начала визирей и царедворцев мучить зависть. И досадно им стало, что бедный дровосек, никогда не видевший ничего, кроме кукурузных лепешек, питается со стола падишаха и носит драгоценные одежды. Особенно бесновался визирь, хранитель печати. И начал он строить свои козни и подговаривать остальных против удачливого дровосека. И решили злые визири и коварные царедворцы погубить Асана и лишить его всех благостей и всего почета. Подкупили они невольницу царевны и выведали у нее о чудесном талисмане Асана. Позвал тогда к себе хранитель печати одного пройдоху-торговца и сказал ему: «Вот тебе, ага, кисет золота. Выполни мне одно поручение.
Возьми вот эти украшения и побрякушки, на которые Падка, дочь падишаха, и проникни под ее окно. Зазови царевну выглянуть вниз и покажи ей лицом весь товар. А когда пожелает она купить эти вещи, ты ответь ей, что получил украшение в дар от соседнего шаха, и что Аллах не велит продавать дареное. Но она будет все же просить тебя, чтобы уступил ты ей и продал товар, и скажи ты ей тогда так: если уж понравились тебе, царевны, эти драгоценные украшения, то согласен я обменять их на другую драгоценность, любимую тобой. Слышал я, что у твоего мужа, доблестного Пехлевана, есть красный, как кровь газели, камешек, который он всегда носит при себе. Раз уже так сильно желаешь ты получить эти ожерелья, то отдай мне за них этот красный камень. И как только получишь ты из рук ее этот чудесный талисман, немедленно неси его ко мне. Не согласился торгаш выполнить такое поручение за 1 кисет золота. И дал ему хранитель печати, так велика была злоба его на дровосека, 10 кисетов с червонцами. Получив свою мзду, торгаш забрал побрякушки, нарядился индийским купцом и проник под окна опочивальни царевны. Увидела царевна браслеты и кольца, ожерелья и запястья, и возгорелось у нее желание приобрести все это. — Сколько просишь ты за эти вещи? — спросила она у торговца. Хитрый торгаш покачал головой и, вздохнув, ответил: — О, царевна, прекраснейшая из земных существ! Как жаль мне, что не могу я обрадовать тебя и продать эти украшения. Как бы пристали к твоим белоснежным рукам эти браслеты, и как бы красива была твоя лебединая шея с этими ожерельями. Но видит Аллах, не могу их продать я ни за какие деньги. — Почему же не можешь? — поинтересовалась дочь падишаха. — Увы, звезда моей ночи! Эти прекрасные вещи получил я в дар от индийского шаха за услугу, которую оказал я ему однажды. А ты знаешь, что пророк не велит продавать подаренное. Не обменяешь ли ты тогда, о чужеземец, эти вещи на такую же подаренную вещь? Уступи моим просьбам, добрый купец, и да простит тебе пророк все твои прегрешения, которые ты когда-нибудь сделал. Хитрый торгаш вздохнул, покачал головой и сказал: — Ну, видно, сам Аллах велит мне отдать тебе эти вещи, прекрасная царевна. Я готов усладить твое сердце радостью. Доминует старость того, кто будет носить эти браслеты. Пусть вечно будет молодо и упруго тело, украшенное этими ожерельями. Радостно потянулась царевна к украшениям, но остановил ее руку коварный купец. — Только должна ты дать мне в обмен одну вещь, дочь падишаха. У твоего супруга хранится в потайном месте красный камешек. Если подаришь его мне, возьми тогда все эти запястья и ожерелья. И согласилась царевна на это условие. Так прельстилась она красивыми побрякушками, что ночи не спала, обдумывая, какою бы хитростью выманить у мужа чудодейственный камень. Тщетно пыталась она найти в тайниках и ларцах мужа этот камень. Скрыт был камень от взоров царевны. И придумала лукавая дочь падишаха такую хитрость. Притворилась она больной, отказалась от сна и пищи. Призваны были лучшие лекари и прославленные целители. Долгие часы проводили они у постели коварной женщины, но напрасно были их усилия. Не могли они определить болезнь, не умели найти средств от недуга. «Видела я во сне, — сказала царевна мужу, — что есть только одно средство, которое может умерить мои страдания. Приснилось мне, будто хранишь ты у себя красный камешек. Он-то и сможет отогнать от меня болезнь. Дай мне этот камешек, и ты увидишь, как отлетят от меня бессонница и немощь». Не выдержало тут сердце доброго Асана. Вынул он из сокровенного потайника свой талисман и протянул его своей супруге. А та вскочила с кровати и захлопала от радости в ладоши. Еле-еле дождалась изменница вечера. Вышла она к окну и подозвала ожидавшего там торговца. Протянула она ему камешек и получила, наконец, вожделенные драгоценности. А купец спрятал на груди полученный талисман и вне себя от радости побежал домой.
Хитрый торгаш, зная о свойствах волшебного камня, и не думал отдавать его хранителю печати. В ту же ночь он пожелал проверить силу талисмана и положил его под язык. И появилось перед ним 40 послушных джигитов. «Что прикажет Эфенди?» — поклонились купцу джигиты. «Пока я закрою глаза, — приказал тот, — перенесите дворец визиря Дровосека вместе с его женой и со мной за 3-9 земель, а самого визиря водворите обратно в его саклю». И не успел торгаш разомкнуть очей, как его веление было исполнено. Когда наутро проснулся Асан и открыл глаза, то увидел себя в сакле своей матери, в прежнем состоянии. На месте сказочного дворца гулял ветер, и Дровосека снова окружала нищета и убожество. Вспомнил Асан о том, что отдал он камень, и впал в отчаяние. Волосы рвал он на себе и проклинал за доверие к дочери падишаха. Долго горевал он так и долго печалился над своим жребием. Но твердым сердцем наделила судьба Асана, и принялся он снова за свою прежнюю работу. Случилось однажды, что, идя по лесу, увидел Асан, что перебегает ему дорогу дикий кот. Замахнулся Дровосек своим топором и хотел убить этого зверя, но не успел он пустить топор, как кот очутился у самых его ног и заговорил вдруг человеческим голосом: «Добрый Дровосек, не губи меня, пощади мою жизнь, прошу тебя. Чем угодно вознагражу я тебя за это. Возьми меня с собой, и увидишь ты, как буду я тебе полезен». Подумал Асан и пощадил кота. И последовало по его пятам благодарное животное. Прошло немного времени. Встретилась Асану в лесу огромная крыса. Взмахнул Дровосек топором и вознамерился убить крысу, но взмолилась тут крыса голосом человека: «Добрый юноша, будь милосерден ко мне, не губи мою жизнь. Возьми меня с собой, и ты увидишь, как я пригожусь тебе, когда придется тебе попасть в беду». Смилостивился Асан и пощадил крысу. И последовало за ним и это спасенное животное. Пришли они трое, Асан, кот и крыса, в саклю, и обратились там звери к своему спасителю с такой речью: «Милосердный ага, ты подарил нам жизнь, и мы готовы отплатить тебе всем, чего ты не пожелаешь. Мы знаем о несчастье, постигшем тебя, и готовы выручить из этого бедственного положения. Знай же, Эфенди, что жена твоя, падишахская дочь, продала твой талисман одному купцу за горсть украшений, которыми тот соблазнил ее. И живет она теперь с этим купцом, и получает он от нее все радости. Но не горюй, юноша, мы найдем купца и вернем тебе камень в целости и сохранности. Прикажи своей верной собаке служить нам в качестве лошади, пусть возьмет она нас на спину и переплывет с нами через море за 3-9 стран, куда мы укажем. И достигнем мы дворца твоего, которым обладает теперь коварный торгаш, и выманим у него чудодейственный камень». Обрадовался Асан и сделал все так, как сказали ему добрые звери. Когда наступило утро, взобрались звери на спину верной собаки и отправились в дальнее странствие. Долго ли, коротко ли плыли странники? 40 дней и 40 ночей плыли они. А на 41-й день добрались они до дворца торговца. И сказали собаке кот и крыса: «Подожди нас, ага, у берега, и будь наготове, чтобы снова принять нас на свою спину». Отправились кот и крыса в пышный дворец. И сказала крыса своему приятелю коту: «Слышала я, что любит дочь падишаха пушистых и ласковых кошек. Потормоши лапкой дверь и помяукай погромче, и впустит тебя царевна в свои покои. А я уже сама прогрызу себе норку и проникну туда вслед за тобой». Замяукал кот и постучал лапкой в двери опочивальни. Услышала это царевна, впустила кота в комнату, взяла его к себе в постель и положила между собой и торговцем. А крыса прогрызла норку и тоже проникла в спальню. Подобралась она к подушкам и шепнула на ухо коту: «Проследи-ка, приятель, куда прячет купец свой талисман?» И высмотрел кот, как, ложась спать,
вынул торгаш из кармана камешек и положил его в рот под самый язык. «Теперь нужно придумать средства, чтобы выкрасть из-под языка этот камень», — сказала крыса. И, немного подумав, добавила: «Вот что, дружище, завтра утром пройду я по базару и постараюсь достать щепотку бурнота, крепкого табаку. Вдуну я ему в нос этого бурнота, чихнет он, и выскочит у него изо рта волшебный талисман. А ты в это время схватишь его и через окно выскочишь к морю, где ждет нас верная наша собака». Прошла ночь, наступило утро. Вышла на базар крыса и подобралась сначала к продавцу масла. Обмакнула она хвост в чан с оливковым маслом и побежала дальше, к продавцу табака. Опустила там хвост в ящик с бурнотом, и налип порошок на оливковое масло. Вернулась крыса ко дворцу и стала терпеливо ожидать ночи. Вечером вернулся торгаш, лег в постель к царевне и положил под язык вынутый из кармана талисман. Выждала мудрая крыса, когда уснет купец, и всунула ему в нос свой хвост с крепким бурнотом. «Апчхи!» — чихнул изо всей силы торгаш. «Апчхи! Апчхи!» И когда чихнул он так 3-й раз, выскочил из-под его языка красный камешек и упал на ковер. Кот, который только того и ждал, подхватил камень и, выскочив в окно стремглав, бросился к морю. За ним побежала и крыса. Верный пес честно ждал своих всадников на берегу. Принял он их на широкую спину и поплыл через море в обратный путь. Долго ли, коротко ли плыли странники? Только обратилась на полпути крыса к коту и сказала: «Ну-ка, Аглан, мы проплыли половину пути. Дай-ка теперь мне охранять талисман». «Нет, не дам!» — воскликнул кот. «Раз я первый схватил его, значит, я и вручу его нашему благодетелю». «Но ведь я же придумала главное средство, чтобы выкрасть камень», — возразила крыса. «А я, думаешь, даром мучился с этим толстым пройдохой?» И начали спорить между собою кот и крыса. Спорили они и ругались все больше и больше, и сколько не успокаивал их верный пес, дошло, наконец, дело до драки. Вцепились звери друг в друга, и в это самое время выскочил камешек изо рта кота и незаметно булькнул прямо в море. Заплакали тут все 3 путешественника и загоревали. Стали упрекать себя кот и крыса за позорную потерю талисмана. Грустные вышли на берег, и невесело им было смотреть в глаза встретившего их дровосека. Признались они ему во всем и рассказали о своем несчастье. «Ну ничего», — ответил Асан, — «слезами горю все равно не поможешь. Как быстро судьба одаряет человека, так же быстро и отнимает у него свои милости». Махнул дровосек рукой и принялся за обычную свою работу. На следующий день пришлось ему пойти к морю, чтобы поймать к обеду рыбы и прокормить себя и свою старушку. Много раз забрасывал он невод, но только не попадалось ему даже и самой малой рыбешки. К вечеру вытащил он опять пустой невод и решил идти домой ни с чем. Глядь, запуталась в складках сети золотая рыбка. «Хватит хоть на похлебку», — подумал Асан, и взял эту рыбу в руки. Но заговорила рыба человеческим голосом и принялась умолять дровосека: «Не губи меня, добрый человек, даруй мне жизнь, и отплачу я за это самым драгоценным, что есть на дне моря. Я дочь падишаха всех морских рыб, и мне известно, что твой чудесный камень упал к нам в подводное царство. Если ты обещаешь отпустить меня, я тотчас же прикажу, чтобы разыскали мне этот талисман». «Хорошо», — сказал Асан, — «я жду твоей награды». И не успел дровосек сомкнуть и разомкнуть глаз, как по велению чудесной рыбы явился посланец Йорш и выплюнул к ногам юноши красный камешек. Не было пределов радости Асана, когда увидел он возвращенное сокровище. Схватил он талисман, отпустил рыбу и побежал домой к старушке-матери. Показал он матери камень и сказал: «Вот дар, полученный мною от многих животных, которым был я милосерден и благостен. Спас я змею, и подарила она мне этот талисман.
пощадил кота и крысу, и отняли они его от дерзкого похитителя. Отпустил я живую золотую рыбку, и достала она камень со дна моря. Сказал это Асан и положил камень под язык. И, повинуясь его желанию, предстало опять перед ним 40 чудо-богатырей. «Верните мой дворец на прежнее место», — сказал Асан. И не успел он закрыть и открыть глаза, как появился снова роскошный замок во всем своем ослепительном величии. Проснулся утром падишах и увидел снова чудо. По-прежнему стоял дивный дворец перед окнами его покоев. По-прежнему соединял оба дворца мост из чистого золота. И явился к падишаху Асан и сказал ему: «Ну-ка, царь, погляди в окно этого дворца». Посмотрел падишах в окно и увидел в спальне старшую свою дочь, лежащую в объятиях торговца. Пришел падишах в ярость и велел привести к себе обоих нечестивцев. И признался ему торговец в своем коварстве, и поведала дочь о своем предательстве. Призвал падишах Джиляда и приказал ему отрубить нечестивцам головы, и приказал падишах бросить в темницу завистливых визирей. А Асана произвел опять в главные визири и отдал ему в жены младшую свою дочь. 40 дней и 40 ночей продолжался свадебный пир, и неисчислимы были яства, подаваемые к роскошному столу. Сказка о Хаджи Тильки и правоверных пилигримах. Однажды петух, курица, индюк, гусь и утка порешили пойти в Мекку на поклонение святым местам. Вот двинулись они в путь, а дорога была не близкая. Шли они, шли, 40 дней и 40 ночей шли. А на 41-й день встретился им на дороге в лесу Тильки, лис, который, так же, как и они, был облечен в одежду хаджи, паломника к святым местам. Тильки ласково поклонился паломникам и приветствовал их. «Селям алейкум, хаджи Агалар! В какие края направил Аллах ваши благоверные стопы?» «Алейкум селям ага», — ответили пилигримы. «Держим мы путь, коли на то будет воля Аллаха, в Мекку, на поклонение бороде пророка. По твоему облачению видим мы, что и ты тоже решил замаливать свои грехи у священного камня Каабы». «Совершенно верно, дорогие друзья», — ответил хитрый лис. «Вы угадали мое намерение. Я так же, как и вы, направляюсь в Мекку, и принял бы за великую честь, если бы вы сочли меня достойным себе спутником и позволили присоединиться к вашему благочестивому обществу». «Отчего же?» — сказал гусь. «Мы с радостью примем тебя в свою компанию. Кого же принимать нам в товарищи, если не тебя, святого хаджи, богоугодного пилигрима?» Обрадованный лис тотчас же присоединился к путешественникам и начал обдумывать, какую бы хитростью заманить их в свою нору. Вскоре богомольцы поравнялись с его жилищем, и Тильки обратился к ним с почтительной речью. «О, друзья мои, благословенные Мухаммедом! Идете вы из далеких стран, и, как я вижу, сильно утомились. Не откажите, прошу вас, принять мое гостеприимство, да наградит вас за это великий Аллах. Войдите в мой сираль и отдохните как следует. А завтра подкрепимся, помолимся всем джамаатам Богу и с новыми силами двинемся в дальнейший путь». «Велик Аллах, пославший нам тебя в счастливый час, добрый хаджи!» — воскликнула курица. «С радостью примем мы приглашение и воспользуемся твоим гостеприимством. Как видно, сам пророк посоветовал тебе сделать такое добродетельное предложение», — добавил индюк, утомившийся больше всех. «Да будет благословен час, когда мы встретили тебя». А утка подняла глаза к небу и воздала про себя восхваление Аллаху. Вся процессия тотчас же направилась в сираль ласкового хозяина. Но петух, который всегда во всем сомневался, почуял в приглашении что-то неладное. Остановился у самой норы и заявил: «О, святой хаджи!
нет предела твоей добродетели и благочестию. Пусть имя твое будет восхваляться каждым правоверным, и дела твои, записанные в книгу пророка, станут примером для всех ищущих святой жизни. Но позволь мне, прежде чем осчастливить себя посещением твоей благословенной обители, немного побыть здесь на воздухе, чтобы подготовить себя к столь высокой чести». С этими словами петух поднялся на самую высокую ветку соседнего дерева и стал следить за тем, что будет дальше. А лукавый Хаджи Тильки, впустив пилигримов в комнату, закрыл за ними двери и незаметно запер их на замок. Потом он обратился к гостям и сказал: «А ну-ка, дорогие гости, предъявите документы, подтверждающие ваше происхождение и род занятий». Удивленные паломники в один голос заявили, что документов они с собой не взяли, так как считали, что челма на голове является самым лучшим доказательством их благочестивых намерений. «Так значит, вы не знаете законов султана?» — воскликнул лис. «Ведь мы находимся в его владениях, а всякий, вступающий в эту страну, обязан предъявить доказательства своей благонадежности. Так как документов у вас нет, и вас все равно повесят, то не лучше ли будет, о правоверные, если я вас, да продлит Аллах ваши дни, съем, и тем самым спасу от неугодной Богу смерти?» Так как двери были заперты, и гостям все равно деваться было некуда, то пришлось согласиться с убедительными доводами хозяина. И добрый Тильки, вняв желанием пилигримов, отправил их души навстречу святому Фериште, ангелу. Когда же и от индюка остался только хвост да косточки, наступил рассвет, и подошел час утренней молитвы. Петух, который сидел всю ночь на дереве, захлопал крыльями и стал призывать правоверных к восхвалению пророка. «Ля-илляха илля-Аллах, кукареку!» — закричал он во все горло. «Нет Бога, кроме Бога, и Магомед — пророк его! Кукареку, о правоверные!» Тильки услышал священный призыв и вышел из сираля, чтобы приготовиться к молитве. Увидев, что это взывает петух, он поклонился ему и сказал: «О, благоверный мулла, спускайтесь с минарета и пойдемте совершим намаз вместе в моей сакле. Я хочу, чтобы вы присоединились ко всему благочестивому джемаату». «О, святой хаджи!» — ответил на это петух. «Мне кажется, что спутники мои уже покинули твой сираль. А ты разве не знаешь, что, согласно воле пророка, из 2 человек составить джемаат нельзя? Аллах все равно не примет такой молитвы. Впрочем, утешься. Вон там, я вижу, приближается к нам охотник с 2 собаками. Сейчас они будут здесь. Впятером мы составим законный джемаат и сообща воздадим утреннюю хвалу пророку». «Хорошо», — сказал лис. «Только подожди меня минутку. Я вспомнил сейчас, что еще не подготовил абдест, омовение. Я в одно мгновение сбегаю, чтобы сделать необходимые приготовления, и немедленно же вернусь сюда». И, не дожидаясь ответа петуха, добродетельный хаджи с такой быстротой устремился в чащу леса, что только его там и видели. А находчивый мулла, видя, что нельзя терять ни одной минуты, спрыгнул со своего минарета и пустился бежать в другую сторону, воздавая Аллаху единолично хвалу за свое спасение. Сказка об Усеине, сыне Асана. Давным-давно, так что нельзя и сказать, было ли то в самом деле или не было, жил в некотором государстве один человек по имени Асан. И был у Асана сын, которого звали Усеином. Добывал себе пищу этот Усеин только тем, что убивал в лесу диких зверей, и был он поэтому хорошим и смелым охотником. Вот взял однажды Усеин свой лук и пошел в лес на охоту. Долго ходил он по лесу, и не встретилось ему за целый день никакой, даже самой мелкой дичи. Приуныл Усеин и хотел уже было вернуться домой, как вдруг увидел на одном дереве какую-то невиданную доселе им птицу. Натянул он лук и спустил стрелу, но не убил дичину,
а только подстрелил ее. Подбежал он к этой птице, чтобы поймать и добить, но как только схватил ее за горло, заговорила вдруг диковинная птица человеческим голосом. «Не убивай меня, добрый охотник, прошу тебя. Я смогу еще пригодиться тебе, если ты пожалеешь меня. Знаю я 72 языка, и сможешь ты заработать много золота, если продашь меня падишаху». Удивился Усеин таким словам и пощадил свою жертву. Взял он ее в руки и отнес во дворец к самому повелителю. Увидев чудесную птицу и узнав о ее способностях, падишах немедленно заплатил охотнику ровно столько золота, сколько весил этот диковинный товар. А самого Усеина, который сильно понравился ему, оставил у себя во дворце главным своим телохранителем. Много ли или мало прошло времени после этого? Только возненавидели визири удачливого охотника и порешили между собою восстановить против него падишаха. Вот однажды они улучили минуту и шепнули падишаху такие слова. «О, великий хан, раз уж отвалил ты столько золота за эту птицу, потребуй, чтобы построила она тебе дворец из слоновой кости». Послушал падишах визирей, и заманчивым показался ему этот совет. И приказал он Усеину, чтобы выполнила птица эту задачу. Опечалился Усеин, услышав такое невыполнимое повеление. Но нечего было делать. Пошел он и передал своему крылатому другу слова падишаха. «Не горюй, добрый мой повелитель», — ответила птица. «Это еще не такая трудная задача. Знаю я в лесу большое озеро, из которого пьет воду стадо слонов. Потребуй у падишаха 500 бочек вина. Выпусти из озера воду и влей в озеро вино. Выпьют слоны вино, опьянеют как следует, и отломим мы тогда у них столько клыков, сколько нужно, чтобы построить дворец». Послушался Усеин слов птицы и сделал все так, как она сказала. Взял он у хана 500 бочек вина, отыскал в лесу озеро и заменил в нем воду сладким и крепким напитком. А сам притаился в зарослях и стал ждать, когда придет стадо. Недолго пришлось ждать охотнику. Появились вскоре слоны, напились они, ничего не подозревая приятной влаги, и, не будучи в состоянии передвинуть ногами, попадали опьяненные на берегу. Вышел тут Усеин из засады и отпилил несметное количество драгоценных клыков. Выстроил он из этих клыков дворец, и вышел дворец этот таким прекрасным, что съезжались полюбоваться им падишахи изо всех соседних государств. Еще более полюбил после этого падишах Усеина, и еще больше возненавидели его визири. И сказали они однажды падишаху: «О, владыка земли и морей, ты ведь достоин взять в жены прекраснейшую из женщин, единственную дочь самого царя джиннов. Прикажи же твоей чудесной птице, чтобы достала она тебе эту красавицу». И опять соблазнился хан советом визирей, и опять повелел Усеину выполнить это поручение. Больше прежнего опечалился Усеин, ибо решил он, что невыполнима эта задача. Но нечего было делать. Пошел он и передал своему крылатому другу слова падишаха. «Не горюй, добрый мой спаситель», — ответила птица. «Это хоть и потруднее задача, но и ее все-таки можно выполнить. Потребуй у падишаха 500 кантаров мяса, 500 кантаров пшена и 500 кантаров меду. По дороге к царю джиннов встретится тебе стая коршунов, накорми их этим мясом. Встретишь ты дальше 1000 тысяч муравьев, угости их этим пшеном. А когда попадется тебе рой пчел, дай им этого меду. И помогут они тебе все в трудном твоем деле». Пошел Усеин к падишаху и потребовал у него всего, о чем говорила птица. И дал падишах 500 кантаров мяса, 500 кантаров пшена и 500 кантаров меду. Взял это все Усеин, нагрузил хаммалов, носильщиков и пошел в путь искать царство джиннов. Вот шел он так по дороге в лесу, и попалась ему на поляне небольшая сакля. Заглянул туда Усеин и увидел пекаря, который вытаскивал из печи многое множество калачей.
«Кому это печешь ты так много хлеба?» — спросил он у пекаря. «Тут живет человек, — ответил пекарь, — который за один присест съедает столько, сколько хватило бы нам с тобой на целый месяц. Вот я и готовлю ему эту гору хлеба». В это время подошел к Сакле человек, который и оказался этим самым объедалой. Усиин поздоровался с ним, похлопал его по плечу и сказал: «Ну и молодец же ты, Батыр-ага!» «Я-то еще не молодец», — ответил объедала. «А вот кто настоящий молодец, так это Асан-Аглу Усиин». «Я и есть этот Усиин», — ответил охотник. «А иду я искать для падишаха прекрасную царевну, дочь царя джиннов». «Возьми меня с собой», — попросил объедала. «Авось я пригожусь тебе». И, получив согласие, объедала проглотил весь испеченный хлеб и присоединился к Усиину. И пошли они по дороге дальше. Шли они, шли, и встретился им на пути человек, который разбивал кулаком целую скалу, так что на целых 10 верст летели осколки. «Ну и молодец же ты, Батыр-ага!» — воскликнул, обращаясь к нему Усиин. «Я-то еще что?» — ответил скалолом. «Увидел бы ты Асан-Аглу Усиина. Вот тот молодец так молодец». «Я и есть этот Усиин», — ответил охотник. «А идем мы за дочерью царя джиннов, которая понадобилась падишаху». «И я пойду с вами», — сказал скалолом и присоединился к путешественникам. И пошли они втроем путем дорогою. Шли они, шли, и встретилась им на пути стая коршунов. Взял и накормил Усиин этих коршунов мясом, и съели они мясо без остатка. Подлетел после этого к Усиину старший коршун, сел ему на плечо и сказал так: «Дам я тебе в благодарность, добрый человек, вот это коршунье перо. И если понадобится тебе моя помощь, потри ты им себе брови. И где бы ни пришлось мне летать в это время, тотчас же появлюсь я со всей моей стаей перед твоими глазами». Взял Усиин это перо, поблагодарил коршуна и пошел со своими спутниками дальше. И встретилось им на дороге огромное полчище муравьев. Покормил их своим просом Усиин, и предстал перед ним муравьиный начальник. «Возьми ты, добрый человек, это муравьиное крыло, — сказал он, — и когда попадешь ты в тяжелое положение, потри этим крылом свои брови, и я вмиг появлюсь перед тобой, где бы ни находился я до этого со своими полчищами». Взял Усиин и это крыло, и пошли они дальше. Долго ли они так прошли, и встретился им по дороге рой пчел. Бросил Усиин этим пчелам весь мед, который у него был, и подлетела к нему сама пчелиная царица. «Спасибо тебе, добрый человек, за то, что напитал ты нас. Возьми ты себе в награду вот это пчелиное крыло и потри им свои брови, когда понадобится тебе моя помощь. Я прилечу к тебе в ту же минуту, где бы ни летала я до этого со всем своим войском». Взял Усиин и это крыло, поблагодарил шах-пчелу и двинулся со своими спутниками дальше. Долго ли, коротко ли шли они так, и вот, наконец, пришли к самому повелителю джиннов. Поклонился Усиин царю и обратился к нему с такой речью: «О, великий правитель царства джиннов! Пришли мы к тебе от повелителя правоверных, чтобы у тебя взять твою красавицу-дочь ему в жены». «Хорошо», — сказал царь джиннов, — «я отдам ему в жены мою дочь. Но выполните сначала, о посланники, 5 задач, которые я вам задам. Если выполните вы их, забирайте дочь. Если же не выполните, пеняйте на себя. Прикажу я посадить вас на кол, и умрете вы страшной смертью. Вот вам первая моя задача. Видите вы эту миску катыку? Съешьте его весь сразу, не переводя дух». И царь указал путешественникам на 40-ведерную бочку, доверху наполненную овечьей простоквашей. «Что ж тут такого особенного?» — удивился объедала. «Да я и один съем это за один присест». И не успел царь джиннов вымолвить слово, как от катыка не осталось ни одной капли. «Ну и здоров же ты!» — воскликнул царь. «Так не напасешься на тебя пропитание.
Слушайте же тогда вторую мою задачу. Вон там, видите вы эту скалу? Уберите-ка ее оттуда, чтобы не осталось от нее и следа, а землю после нее сравняйте и засейте пшеницей. — Вот так задача! — воскликнул скалолом. — Да что ж тут такого трудного? С этими словами он подошел к скале и так трахнул ее кулаком, что она разбилась на мелкие кусочки, которые отлетели на 10 верст по сторонам. Потом он разровнял ногами всю площадь, где была скала, и засеял этот чаир пшеницей. — Да и силен же ты, — удивился падишах. — Этак ты все мои горы разнесешь вдребезги. Выполнили вы легко первые мои две задачи, но так ли легко выполните третью? Мой любимый жеребец околел вчера. Принесите ко мне к вечеру из Мекки земзем-сувы, святой воды, и воскресите моего скакуна. Призадумались посланцы, ибо трудной показалась им эта задача. Но вспомнил Усиин о своих друзьях-коршунах. Достал он коршунье перо и потер им свою бровь. В ту же минуту потемнело солнце, и откуда ни возьмись налетела огромная стая коршунов. Рассказал Усиин их предводителю о своем затруднении, и вызвался тот немедленно выручить парня. Унеслись коршуны тотчас же в Мекку, и к вечеру вернулись, неся в клювах по капле чудесной воды. Усиин собрал эту воду, спрыснул ею околевшего жеребца, и поднялся скакун на глазах изумленного царя живым и невредимым. Подивился царь джиннов чародейству пришельцев и задал им следующую задачу. «Вот вам 10 мешков пшена», — сказал он Усиину. «Сосчитайте мне к вечеру число зерен и не ошибитесь при этом ни на одну крупинку». Трудной показалась богатырям эта задача, и долго думал Усиин, как бы ее выполнить. Наконец вспомнил он о своих друзьях-муравьях, достал муравьиное крыло и потер им свои брови. В ту же минуту появилось несметное полчище муравьев, и предстал перед глазами Усиина их предводитель. — Чем могу я помочь тебе? — спросил он охотника. — О, повелитель муравьиных народов, выручи меня из беды, — сказал Усиин. Царь джиннов приказал мне сосчитать все зерна в этих 10 мешках, и чтобы выполнил я эту работу до утра, не ошибившись ни на одно зерно. — Нет ничего легче! — воскликнул муравьиный шах. И повелел тотчас же каждому из своих подчиненных взять из мешка по одному зерну. Всем муравьям досталось по одной крупинке, и предводитель их, зная количество своих войск, сразу же назвал точное количество зерен. И опять удивился царь джиннов быстрому и точному выполнению задачи и задал тогда путникам пятую, самую трудную задачу. «Если вы завтра из 999 девушек, которых я вам покажу, узнаете мою дочь, то возьмите тогда ее и везите к своему падишаху. Если же не узнаете вы ее, то напрасно трудились вы над выполнением предыдущих задач. Не миновать вам все равно страшной казни. Даю вам сроку 1 ночь для того, чтобы придумали вы, как разрешить эту задачу. Долго думал Асан-оглу Усиин, и долго думали его товарищи, но ничего не могли придумать, чтобы выполнить трудную задачу. И запечалился Усиин в ожидании смерти, а с ним затосковали и его верные друзья. Вдруг вспомнил Усиин о пчелином крыле, достал его и потер им свои брови. И в ту же минуту, откуда ни возьмись, налетел огромный рой пчел и опустился на дерево перед Усиином, и подлетела к Усиину пчелиная царица. «Выручи, пчелушка, из беды», — обратился к ней Усиин. «Задал мне царь джиннов задачу, не знаю я, как ее выполнить». Рассказал Усиин обо всем шах-пчеле, и сказала та ему в ответ: «Я рада помочь тебе, о благодетель Батыр,
Только не знаю я, видел ли кто-нибудь из моих подданных хоть раз эту царевну. Обратилась царица к своему рою и спросила пчел, знают ли они дочь царя джиннов. «Нет, мы ни разу не видели ее», — загудели пчелы, «и не смогли бы узнать ее даже среди 5 девушек». «Что же нам делать?» — опечалилась царица. «Еще есть у нас в улье старая пчела», — прожужжала вдруг одна пчелка. «Много видела она на своем веку. Может быть, знает она царевну джиннов». «Вмиг принесите ее ко мне», — приказала шах-пчела. Пчелы сейчас же отправились к улью, а Усиин и его товарищи принялись с нетерпением ждать их возвращения. Через полчаса вернулись крылатые слуги, неся на своих крыльях старую-престарую пчелу. «Знаешь ли ты, бабушка, царскую дочь, дочь повелителя джиннов?» — спросил ее шах-пчела. «Как не знать?» — прошамкала старуха. «Когда я летала еще по цветкам, собирала мед, эта красавица гуляла часто по лугу и рвала себе цветы. Завтра выведет царь 999 девушек, похожих друг на друга, как родные сестры. Узнаешь ли ты между ними царевну и покажешь ли этому Батыру?» «Конечно, узнаю и покружусь у нее над головой», — ответила старая пчела. Открылись наутро ворота дворца, и предстали перед глазами Батыров 999 девушек необычайной красоты. И были эти девушки похожи друг на друга, как 999 капель воды. Ни за что не смог бы отгадать Усиин, которая из них царская дочь. Но вылетела старая пчела и стала кружиться над одной из девушек. Асан-оглу Усиин подошел к этой девушке и положил свой платок ей на плечо. «Вот твоя дочь, повелитель!» — воскликнул он. Удивился тут царь и запечалился, но отступить от сказанных слов уже было нельзя. Победили люди-батыры царя джиннов, и нужно было отдавать обещанное. Выстроил царь золотой корабль и отпустил на нем свою дочь с храбрыми победителями. Поплыли батыры с девушкой к падишаху. И приплыли они на родину и остановились у берега. Вышел из дворца падишах со своими визирями, и пошли они посмотреть на чудесный корабль. Но как только приблизились они к этому заколдованному кораблю на 10 шагов, в ту же минуту превратились визири в собак и стали лаять и прыгать вокруг корабля. Подошел падишах еще на 5 шагов и превратился в огромную толстую свинью и начал хрюкать и кататься по берегу сбоку на бок. А Асан-оглу Усиин, отогнав собак и жирного кабана, повел красавицу и верных друзей во дворец и приказал слугам приготовить богатый пир. В тот же день была сыграна свадьба Усиина с прекрасной девушкой, ибо полюбили они сильно друг друга. 40 дней и 40 ночей длился пир, и неисчислимы были яства, подаваемые к столу. Сказка о 3 талисманах. Давным-давно, так что нельзя сказать, было ли это в самом деле или не было, жил в одной деревне бедный-пребедный крестьянин. Было у него 3 сына и убогая сакля. Бедность его была так велика, что часто нечем было ему накормить своих сыновей. Однажды, когда нужда стала совсем невыносима, решил он хоть охотой достать себе пропитание. Выпросил он у соседа ружье и пошел в лес в надежде добыть хоть какую-нибудь дичь. Долго ли, коротко ли ходил он так, только довелось ему подойти в лесной чаще к какому-то дереву со странными, невиданными листьями. На ветке дерева сидела птица, тоже небывалой породы. Недолго думая, прицелился крестьянин, выстрелил и ранил птицу. Но не успел он взять ее в руки,
как птица заговорила человеческим голосом: «Не убивай меня, добрый охотник, я помогу тебе в твоей нужде». С этими словами она достала из-под крыла тонкий свернутый платочек и, подавая его охотнику, сказала: «Если ты проголодаешься, и тебе нечем будет утолить свой голод, то взмахни этим платочком, и в один миг стол твой покроется всякими богатыми и вкусными яствами». Обрадовался бедный крестьянин такой находке, взял платок и отпустил птицу на свободу. Вернувшись домой, показал он платочек своим сыновьям и испытал его волшебную силу. Взмахнул он платочком, и вмиг украсился стол богатыми блюдами. И зажил он со своей семьей сытой и спокойной жизнью. Как только нужно было им насытиться, взмахивал он над столиком чудесным платком, и всякий раз таинственным образом являлись на нем всякие обильные блюда. Много ли прошло с того времени? Только попал в эту деревню сам хан со своей свитой, возвращаясь с охоты в горах. Сильно проголодался хан и послал своих охотников найти в деревне дом, в котором можно было бы покушать. Стали расспрашивать ханские охотники по всей деревне, кто из крестьян лучше всего может угостить хана, и все указали на бедного крестьянина. Явился хан со свитой в гости к обладателю талисмана. Не успел хан усесться на подушке в почетном углу комнаты, как уже внесли сыновья хозяина столик, уставленный всевозможными кушаньями. Даже сам хан редко едал такие вкусные блюда. И заподозрил хан, что неспроста у бедного крестьянина вмиг появляются такие богатые яства, и решил в сердце своем как-нибудь раскрыть эту тайну. Через некоторое время получил как-то хан извещение, что приближается к его столице великое посольство из Стамбула от самого падишаха правоверных. Послал хан гонцов в деревню за бедным крестьянином с приказанием ему явиться во дворец, чтобы достойно угостить султанских послов. С шумом и угрозами ворвались ханские гонцы в бедную саклю крестьянина и стали тащить его к хану. Испугался крестьянин и увидел, что хочешь, не хочешь, а придется ему угощать ханских гостей. Позвал он своего старшего сына Османа, вручил ему чудесный платок, наказал крепко беречь его и велел ехать к ханскому двору. Предстал Осман перед очи хана и объявил, что готов он исполнить его волю. Но поставил он одно условие: чтобы дано ему было во дворце отдельное помещение, где мог бы он готовить, не боясь быть увиденным. Хан согласился на это условие и предоставил Осману большую комнату. Когда осталось до прихода посольства всего-навсего полчаса, пошел хан посмотреть, готов ли обед. Каково же было его удивление, когда увидел он пустые столы и Османа, спокойно возлежащего на подушках. «Где же твои приготовления, безумец?» — воскликнул хан, пораженный его беспечностью. «Да за такую дерзость я прикажу немедленно сбросить тебя с башни, чтобы неповадно было другим обманывать повелителя». «Пусть не беспокоится доброе сердце хана. Все будет готово к приходу достойных гостей», — отвечал спокойно повар. «Введите меня в зал, где будет происходить пиршество, и оставьте одного». И, войдя в пустой зал, Осман помахал платочком над каждым из расставленных здесь столов, и в ту же минуту все они покрылись неисчислимыми яствами. Поразился хан умению Османа, когда вошел туда и понял, что владеет тот каким-то чудодейственным талисманом. И решил хан во что бы то ни стало завладеть этим талисманом. В тот же день он приблизил к себе Османа, осыпал его милостями и объявил ему: «Такой великий чародей и витязь достоин быть супругом моей единственной дочери». На другой день была отпразднована свадьба, и дочь падишаха стала женой Османа, сына бедняка. А вероломный властитель научил свою дочь, как проведать о чудесном талисмане и выманить его из рук искусного повара. Вечером, как только молодых ввели в спальню, невеста, как будто ничего не зная, обратилась к своему жениху с ласковым вопросом: «Скажи мне, о муж, ниспосланный мне небом,
какими чарами достиг ты такой силы и власти при дворе?» «Вот этим платочком», — ответил, ничего не подозревая Осман. С этими словами он вынул из-за пазухи свой талисман и показал его невесте. Как только ханская дочь увидала платочек, она выхватила его из рук простака и ударила в ладоши. «Бросьте его в темницу!» — приказала она вбежавшим телохранителям. Те тотчас же схватили бедного Османа и заключили его в зиндан, в тюрьму. А царевна вручила волшебный платок своему отцу. И остался бедный крестьянин и без платочка, и без старшего сына. И снова пришла к нему такая нужда, что нечем было ему кормить своих двух сыновей. Выпросил он однажды опять у соседа ружье и пошел в лес в надежде подстрелить там какую-нибудь дичь. И привелось ему на том же самом дереве увидеть опять птицу, сидевшую на ветке. Выстрелил в эту птицу бедный крестьянин и ранил ее. Упала птица к ногам бедняка и заговорила человеческим голосом. «Не добивай меня, добрый человек, я помогу тебе в твоей нужде. Возьми этот кисет, встряхни им, когда тебе понадобятся деньги, и посыплется из него столько червонцев, сколько ты пожелаешь». Обрадовался бедняк этому подарку. Взял кисет и понес его домой. Показал он его своим сыновьям, и испытали они вместе чудесные его свойства. Взмахнул кисетом отец, и посыпались из него на стол золотые монеты. «Вот и будем мы теперь жить сытыми и одетыми», — сказал старик сыновьям. Вскоре построил себе старик новую саклю, такую саклю, какой не было у самых богатых ни в этой деревне, ни во всех окрестных деревнях, ни даже в самом Бахчисарае, и стал жить припеваючи. Много ли прошло с того времени? Только проезжал однажды хан, возвращаясь с охоты, снова через эту деревню. Очень ему понравилась новая сакля старика, и снова заподозрил он здесь чародейство. Через некоторое время задумал хан строить себе новый роскошный дворец. Не хватало у него денег на эту затею. И вспомнил он о старике и о его новой сакле. Послал он в деревню своих гонцов за стариком, чтобы явился тот к нему строить новый дворец. С шумом и угрозами ворвались ханские гонцы в новую саклю крестьянина и стали тащить его к хану. Испугался старик и увидел, что хочешь не хочешь, а придется ему строить ханский дворец. Не смог по старости поехать сам, послал своего второго сына Мустафу. Вручил он ему чудодейственный кисет и наказал беречь его крепко-накрепко. Привезли Мустафу к хану, и потребовал повелитель, чтобы он приступил к постройке. Когда Мустафа спросил о деньгах на постройку, хан сердито ответил: «Твой отец бедняк, а построил себе саклю без денег. Построй и мне дворец без денег. А не построишь, сброшу я тебя с высокой башни в речку. На завтра же достань 1000 червонцев для начала». Пришлось Мустафе согласиться строить ханский дворец на деньги из своего кисета. Но потребовал он себе отдельную комнату. На следующий день пришел к нему хан и увидел на столе 1000 золотых червонцев. С жадностью любовался хан блеском денег и решил в мыслях своих, что есть у Мустафы какой-то таинственный талисман, и что нужно им завладеть во что бы то ни стало. И начал Мустафа строить дворец для хана, и за все немедленно расплачивался звонким золотом. А хан всячески возвеличивал Мустафу, приблизил его к себе, осыпал милостями, но никак не мог разгадать, в чем заключается его талисман. Когда новый дворец был готов, хан объявил Мустафе: «Такой великий чародей Витязь достоин стать супругом моей единственной дочери. Я дарю тебе новый дворец и делаю тебя своим наследником». В тот же день была отпразднована свадьба ханской дочери с крестьянским сыном Мустафой. К ночи, когда молодых ввели в спальню, дочь хана, уже наученная своим хитрым отцом, обратилась к своему жениху с ласковым хитрым вопросом: «О, посланник неба, возлюбленный муж мой, какие неведомые чары сделали тебя столь богатым и знатным? Ты, вероятно, владеешь каким-нибудь счастливым талисманом, о господин моей жизни. Открой причину счастья нашего мне, твоей рабыне». «Вот этот талисман», — ответил ничего не подозревавший Мустафа
и вынул из-за пазухи свой кисет. Как только хитрая царевна увидела кисет, она выхватила его из рук простака и ударила в ладоши. «Бросьте его в темницу!» — приказала она вбежавшим телохранителям. И попал Мустафа в мрачный зиндан под 7 замками, где сидел уже его брат Осман. Вручила хитрая царевна чудесный кисет своему жадному отцу хану. А бедный старик-крестьянин остался и без платочка, и без кисета, и без 2 сыновей. И снова вернулась к нему и к его последнему сыну Та-Заглану бедность и нищета. И снова нечем было им прокормиться. Так велика была нужда, что пришлось старику снова идти на охоту. Выпросил он опять у соседа ружье и пошел вместе с сыном Та-Загланом в лес в надежде подстрелить какую-нибудь дичь. Долго ходили бедняки по темному лесу, спускались в пропасти, подымались на горы, и все же не посылала им судьба никакой дичи. Решили уже они вернуться домой ни с чем, как вдруг попали к тому самому дереву, на котором старик дважды находил свое счастье. Велико было их удивление и радость, когда увидели они на дереве птицу. Недолго думая, выстрелил в нее старик. Упала она, раненая, к его ногам и стала просить по-человечески: «Не убивай меня, добрый охотник, я тебе помогу выйти из нужды». Отпустил ее старик, и дала она ему позолоченный лук. «Стоит тебе только выстрелить из этого лука, — сказала птица, — и попадет твоя смертельная стрела в того, кого ты задумал, где бы он ни был». Не очень обрадовался старик такому подарку, но взял лук и пошел с сыном домой. Много попадалось им по дороге всякой дичи, и настреляли они столько, что еле могли донести. Хорошо наелись дома и стали после этого часто ходить на охоту. Однажды приехал опять хан в эту местность на охоту. Велел он согнать всех крестьян этой деревни на облаву. Пришлось и старику идти со своим луком. Заметил хан на охоте, что старик из своего лука попадает во всякую дичь, какую наметит, и где бы она ни была. Заподозрил он и здесь какое-то чародейство и решил как-нибудь при случае проверить. Через некоторое время нужно было хану идти войной на своих врагов, неверных. Собрал он большое войско и вспомнил о старике-крестьянине. Послал за ним гонцов в его деревню. С шумом и угрозами ворвались ханские гонцы в саклю крестьянина и стали тащить его к хану, чтобы идти на войну. «Где же мне, старику, на войну идти?» — взмолился крестьянин. «Лучше уж пусть повелитель возьмет моего сына Та-Заглана». И пришлось Та-Заглану волей-неволей идти на войну. Принял его хан в свое войско, и пошли все вместе в поход. Перед первой же битвой, чтобы лучше наблюдать за Та-Загланом и его золоченым луком, поставил его хан позади всех, поблизости от себя. Та-Заглан обиделся на такое невнимание и с укором сказал хану: «О славный из славных царей, о всемогущий падишах! Я пришел помочь тебе осилить твоих недругов, да будет голова моя принесена в жертву на преуспеяние твоего рода. А ты ставишь меня позади всех, где я и врага не могу увидеть». Пришлось согласиться хану, и поставил он Та-Заглана в первых рядах. Началась битва, и стрелы Та-Заглана без промаха поражали врагов, так что ханское войско одержало полную победу. Перед следующей битвой Та-Заглан стал просить предводителя войска: «Разреши сразиться с вражеским войском мне одному». Предводитель принял его за безумца, но доложил о просьбе хану. И хан повелел Та-Заглану выступить одному на поединок с огромным войском неприятелей. Вышел Та-Заглан впереди своих воинов и стал вызывать врагов на бой. Смеялись над ним и с той, и с этой стороны. Рассердился Та-Заглан и стал пускать в врагов свои стрелы. От каждой стрелы падало 1000 человек, и скоро большая часть вражеского войска полегла на поле битвы, а остальная в страхе разбежалась и была взята в плен воинами хана. После битвы поехал предводитель к ханскому шатру для доклада. Удивился хан быстрому возвращению войска и спросил своего полководца: «Не бежали ли вы от врага? Не ломались ли ваши стрелы о храбрости его воинов?» «Нет», — ответил предводитель. «Совершилось чудо, о великий наш властелин. Враг наш уничтожен,
и мы вернулись с поля битвы, не потеряв ни одного воина». И рассказал предводитель хану, как один Тазоглан разбил целую рать. «Он волшебник и чародей!» — воскликнул падишах. «Ведите его ко мне!» Решил про себя хан, что нужно каким бы то ни было способом завладеть чудодейственным луком Тазоглана. «Ты великий богатырь и волшебник. Ты достоин быть моим счастливым зятем, мужем моей любимой дочери», — так объявил хан, когда ввели к нему Тазоглана. С великой победой возвратился хан со своим войском и с Тазогланом в свою столицу. Вместе с празднованием победы праздновалась и свадьба Тазоглана с ханской дочерью. Но ни на минуту не расставался Тазоглан со своим луком. Когда жениха и невесту ввели вечером в их спальню, обратилась дочь хана, наученная отцом, к жениху с ласковыми словами. «Скажи, храбрый воин, каким волшебством ты уничтожил вражескую рать? Какой талисман направляет твой лук, о мой повелитель?» «Никакого талисмана у меня нет», — ответил сын бедняка. «Просто стреляю из лука». «О, посланный мне небом муж-властитель, разреши своей рабыне осмотреть твой победоносный лук», — настаивала царевна. «Это не женское дело», — отвечал Тазоглан и лег в постель, засунув лук под подушку. Но дала ханская дочь ему питья, в которое коварно подмешала сонного зелья, и поднесла понюхать платочек с одуряющим запахом. Тазоглан тотчас же заснул. Тогда царевна быстро вытащила из-под подушки волшебный золоченый лук и побежала отнести его к отцу хану. Проснулся Тазоглан и заметил, что нет ни жены, ни лука. Понял он тогда, что попал в ловушку и подвергается смертельной опасности. Встал он с постели, проскользнул мимо дворцовой охраны и бежал в дикие горы и дремучие леса. Даже к себе в деревню не решался он показываться. Бедный старик-отец, лишившийся и волшебного платка, и кисета, и лука, и всех трех своих сыновей, не перенес постигших его невзгод и умер в бедности и горе. Очень горевал Тазоглан, когда узнал об этом. Много лишений и невзгод пришлось вынести Тазоглану в горах и лесах зимою. Наконец решил он испытать свое счастье там, где оно доставалось отцу. Разыскал он в лесу то самое место, где отец трижды находил на дереве птицу. Нашел и увидел, что дерево стоит, несмотря на зимнее время, все зеленое, и листья на нем какие-то странные, и висят на ветках какие-то плоды, не то инжир, не то не инжир, и все спелые. Влез Тазоглан на дерево, сорвал один плод, другой плод и поел их. Вдруг, о ужас! Почувствовал он, что у него на голове вырастают рога, 2 больших рога, как у козла. Очень испугался Тазоглан, стал мотать головой, чтобы стряхнуть рога, коснулся при этом одним рогом листа на дереве, и рог отвалился. Сорвал он тогда лист, потер им второй рог, и тот отвалился. Догадался тут Тазоглан, какое волшебство досталось ему в руки. Собрал он этого чудесного инжира целую большую корзину, нарвал также листьев и решил воспользоваться этими подарками. Достал себе Тазоглан нищенскую и стариковскую одежду, прилепил усы и бороду, надел мохнатую шапку, взял корзину с инжиром и пошел в город к воротам дворца. Там он стал кричать: «Продаю свежий инжир! Продаю свежий инжир!» Услышала царевна, что продают свежий инжир, и стала просить хана, отца своего, чтобы купил он ей вкусных ягод. «Разве может быть, чтобы в зимнее время был свежий инжир?» — удивился хан. Но взглянул в окно и увидел, что это правда. И купил хан всю корзину. А Тазоглан немедленно скрылся. Царевна угостила хана, всех придворных, и сама съела 4 ягоды. Все съели по 4 инжира. И вдруг выросло у всех на головах по 4 рога. Был великий плач и стон при дворе хана. Все ходили с рогами. Нельзя было никуда показаться и никого принимать. Призывал многих лекарей хан, но не нашлось никого, кто бы избавил от ужасных подарков. Объявил хан по всей стране, что тот, кто исцелит его, царевну и придворных от их недуга, унаследует трон падишаха и удостоится руки царевны.
Услышал этот зов Таз-Оглан и явился ко двору. Потер он листком один из рогов хана, и отвалился он тотчас же на землю. В изумление пришел хан, а Таз-Оглан ответил: «Царь царей, я могу вас всех исцелить от этих рогов, но не желаю я из твоих рук твоего трона. Выполни одно мое единственное желание». «Каковы бы ни были твои желания, пусть все они будут исполнены», — обещал хан. «Отдай мне мой золоченый лук», — потребовал Таз-Оглан. Узнал тут хан, кто стоит перед ним, и хоть пришел в ярость, но пришлось повиноваться. Принесли лук и вручили его Таз-Оглану. «А теперь, — сказал Таз-Оглан, — немедленно давайте мне кисет и платок моих братьев, да поторапливайтесь, ибо не миновать вам иначе послушных стрел моего верного лука». И направил Таз-Оглан свое смертоносное оружие в хана и его царедворцев. В ужасе пали все к ногам витязя, а ханская дочь побежала за талисманами. Взял талисманы Таз-Оглан и направился к тюрьме, где сидели его братья. Натянул он тетиву, спустил стрелу, и упали с двери все 7 замков, как спелые яблоки под ударом ветра. Распахнул витязь двери темницы и вывел из нее всех, кто томился там по воле хана. Потом взял за руки братьев своих и вывел их на свет солнечный. «Вот вам, братья, талисманы ваши», — сказал он. «Войдите во дворец и будьте первыми моими визирями». А сам зашел на трон и стал править делами государства. А хан, его дочь и все приближенные остались бегать при дворе, помахивая рогами и блея по бараньи. Сказка о мудрой девушке. Давным-давно, так что и сказать нельзя, было ли то в самом деле или не было, жила на свете одна девушка. Были бедны ее родители, ничего не имели, кроме старой сакли, но зато украшала их жизнь красота и ум их дочери. Соседи и соседи соседей приходили в трудную минуту к этой девушке, чтобы найти у нее мудрый совет и ласковое слово. И разглаживались морщины на лицах бедняков при виде такого чудесного цветка, выросшего в их маленькой деревне. И вот дошли слухи о мудрости девушки до самого падишаха той страны. И задумал падишах для своей забавы испытать ее мудрость. Жадны и завистливы были очи властелина. И хоть много визирей окружало его, чтобы давать советы, но стало ему завидно, что какая-то дочь бедняка превзошла своим умом самых мудрых из его улемов. Вскипала в его сердце желчь, когда думал он, что слава о ней затмевает славу самого падишаха, и решил он уличить ее и обесславить. Призвал падишах главного своего визиря, переоделся с ним в одежды странников и направился в ту деревню, где жила девушка. А была она в этот час дома одна. Даже не постучали в дверь падишах и визирь, думали, что неожиданным появлением смутят девушку и заставят ее сделать какую-нибудь глупость. Вошли они, оглядели ее с лукавством и попросили именем Аллаха воды, чтобы утолить жажду. Но с достоинством встретила их девушка, не смутилась ничуть и подала им, чего они просили. Тогда они спросили, где ее мать и отец. «Мать пошла небытие превращать в бытие», — отвечала девушка. «А отец пошел бытие превращать в небытие». Ни у падишаха, ни у его визиря не хватило смекалки, чтобы понять загадочный ответ. И не нашлись они ничего возразить на это. Поблагодарили они за воду и сочли за лучшее, чтобы не показаться смешными, уйти по добру, по здорову. Прошло некоторое время. Призвал падишах девушку к себе во дворец. «Узнаешь ли ты меня?» — спросил он ее. Но и в пышном дворце, среди гордых визирей и царедворцев, не смутилась девушка и ответила просто: «Отчего же не узнать, о повелитель? Я хорошо помню, как вошли вы двое в безухий дом и спросили, где мои родители. И я ответила вам тогда, что мать моя отправилась небытие превращать в бытие, а отец — бытие в небытие». «А что значат эти твои слова?» — спросил падишах. «Безухий дом
Это значит дом без сторожа. В тот час, когда ты проник с визирем твоим в нашу саклю, собаки при ней не было. Когда же я ответила, что мать пошла небытие превращать в бытие, я хотела сказать этим, что она повивальная бабка и пошла принимать младенца. А отец, неужели же не постиг ты этого своим высоким умом, дровосек, и отправился в лес рубить деревья, живые существа превращать в безжизненные дрова? И удивились все присутствующие мудрости и смелости девушки. Юноши посылали ей пламенные взгляды, а мудрецы завидовали той легкости, с какой говорила она смелые слова самому падишаху. Ибо тащилась их собственная мудрость по дороге жизни, как осел со всех сторон обвешанный мешками с тяжелым грузом. То был страх перед гневом падишаха, жадность к золоту, ради которого зерна истины меняли они на горы лжи и наущений. И даже старые, пузатые придворные, которые дремали всегда на диване, протирали свои заплывшие жиром глазки, чтобы посмотреть на отважную красавицу. Пуще прежнего вскипела в падишахе злоба, ибо не понравился ему такой успех девушки. И решил он во что бы то ни стало унизить девушку перед приближенными. «О, дочь моя», — сказал он, — «ты воистину воплощение красоты и мудрости. Слова в устах твоих подобны жемчугам и изумрудам. Вот даю я тебе 40 баранов. По истечении года возврати мне их с 40 ягнятами, которых они родят. Если не сумеешь разрешить ты эту задачу, то повелю я бросить тебя в темницу, чтобы не смущало ты сердца людей ложной своей мудростью». «Да исполнится твоя воля», — ответила девушка. И, поклонившись падишаху, она приняла 40 баранов и погнала их к себе в деревню. В ужас пришел ее отец, когда рассказала она о задаче падишаха. «Но ведь бараны не могут родить ягнят!» — воскликнул он. «Разве не знаешь ты этого, дочь моя? Зачем же обрекаешь ты себя на верную гибель? Горе тебе и всему нашему дому, ибо бросит падишах тебя в темницу, и разграбят тогда наше имущество хищные кадии». «Не беспокойся, отец мой», — ответила, смеясь девушка. «Зарежь-ка лучше к обеду одного из баранов, давно мы не ели плова. Да позови к обеду бедных соседей наших, пусть отведают падишахской баранины. А ответ перед падишахом, когда придет время, буду держать я сама». Так постепенно съели 39 баранов девушка, отец ее и добрые соседи. Прошел год, и вот однажды донесся слух до деревни, что заболел падишах тяжкой болезнью. Тогда сказала девушка матери, чтобы приготовила-то чебуреков из мяса последнего барана. Нажарила мать чебуреков, наложила полный саган, полную миску, и дала их дочери. Взяла их девушка и понесла в подарок падишаху. «Привет тебе, о всесильный шах», — сказала она, представ пред его очи. «Слышала я, что родил ты царственного себе наследника и лежишь после родов в недуге. Вот и пришла я поздравить тебя и поднести тебе в подарок этих чебуреков». Как ужаленный вскочил падишах со своего ложа. «Дерзкая девчонка, ты с ума сошла, что ли, что насмехаешься надо мной? Разве могут мужчины рожать детей? Из чьих дурацких уст слышала ты об этом?» «Да будет благодать Аллаха над тобой, о падишах. Но слышала я это из твоих собственных уст. Ты разве не помнишь, что говорил о баранах? А если бараны могут рожать ягнят, то почему же падишаху не родить наследника?» Побледнел от злости грозный царь, но стыдно было ему признаться в том, что победила его молодая девушка. Откинулся он на свои подушки и притворился, будто не слышал ее слов. А слуги, посмеиваясь в смоляные курчавые бороды, вывели девушку из дворца невредимой и воздали хвалу ее смелой мудрости. Сказка о Чабане и Хане. Давным-давно, так что и сказать нельзя, было ли то в самом деле или не было, жил в Крыму один молодой чабан. Пас этот чабан свое стадо около самого ханского дворца и играл каждое утро на своем хавале прекрасные мелодии, которые слагал он сам во время работы. А у хана была молодая дочь, прекрасная, как луна на 14-й день ее света.
И долетела однажды до ее слуха песня певца Чабана. Подошла она к окну и принялась слушать нежные мелодии хавала, свирели. Жарко забилось сердце принцессы. Полными нежности глазами искала она обладателя свирели. Кончилась песня. И из-за куста вышел молодой красавец Чабан, черные глаза и брови которого сводили с ума не одну девушку в столице хана. Еще сильнее забилось сердце молодой ханской дочери, и она страстно влюбилась в Чабана. Не смыкала она глаз ночами, дожидаясь рассвета, чтобы услышать песни любимого и взглянуть на него. И так прошло много дней. И не скрылась любовь девушки от зорких глаз хитрого и злого евнуха. И доложил евнух об этом хану. «О, царь земли! Тень Аллаха на земле!» — обратился евнух, целуя полы одежды грозного властелина. «Недостойно ведет себя твоя дочь. Она воспылала любовью к простому чабану, что пасет стадо против твоего дворца и играет на свирели под окнами принцессы. И каждое утро, обливаясь слезами, слушает твоя дочь пение и игру чабана». В ярость пришел гордый хан, услышав это, и велел он схватить чабана и отрезать ему язык. Подстерегла стража на утро юношу, скрутила ему руки и отдала на страшное клеймение палачу Джиляду. Но знал Джиляд о невинности чабана, и не захотелось ему губить парня совсем. Отрезал он у него только самый кончик языка. Не было предела в горю и гневу юноши, когда отпустили его с испорченным языком, ибо не чувствовал он за собой никакой вины. Из среды обиженных ханом отобрал он 40 джигитов и ушел с ними в горы, к дорогам, по которым ходили караваны хана и его царедворцев. Много убытков причинил Чабан со своими друзьями хану и его купцам. Забирал он дорогие товары проходящих караванов и раздавал их бедным крестьянам. Напрасно высылал хан своих воинов, чтобы уничтожить грозный отряд Чабана. Тщетны были все меры. Возвращались обратно ханские воины, разбитые на голову. И дошла, наконец, смелость юноши до того, что начал он нападать со своим отрядом на поместье хана и посылать хану поклоны вместе с отрезанными ушами его царедворцев. Собрал тогда хан большое войско и двинулся сам войной на Чабана. Но много было друзей-бедняков у Чабана, и быстро они сообщили ему о грозящей опасности. Не стал Чабан дожидаться ханских войск и ушел со своим отрядом в неприступные горные ущелья. И присоединялось к нему по пути все больше и больше обиженных и недовольных. Вырос мятежный отряд еще больше и стал наводить страх на злых богачей и на хищных чиновников хана. Как ураган перелетал отважный герой Чабан со своим отрядом из конца в конец и был неуловим для ханских войск. И охватил, наконец, хана страх. И перестал он спать по ночам, ожидая появления грозного мстителя. И вот объявил он, что если найдется джигит, который сумеет поймать Чабана-предводителя, то отдаст он ему в награду собственную дочь и сделает его наследником своего престола. Глашатые разнесли эту весть всему ханству, и дошло это до ушей самого Чабана. Посмеялся над этим отважный юноша и решил с еще большей ловкостью отомстить хану. В один прекрасный день переоделся он в странника купца и пришел с товарами на спине ко дворцу хана. Случилось, что не было дома властелина, и о приходе купца сообщили его дочери. Та пригласила купца к себе, и когда они остались вдвоем, юноша сорвал с себя приклеенную бороду и предстал перед девушкой молодым красавцем-джигитом, в котором она сразу узнала своего возлюбленного. «О, бесценная звезда моей ночи!» — воскликнул юноша. «Не время нам сейчас изливаться в любви. Отец твой сейчас охотится за мной, как за диким зверем. Когда он вернется, скажи ему, что Алим-Батыр берется изловить и доставить ему Чабана и просит обещанной руки принцессы и 100 кисетов золота». Сказал и удалился, испокоив возлюбленной. Гневный, еще больше озлобленный неудачами, вернулся хан во дворец. Навстречу ему вышла дочь и сказала: «О, тень Аллаха на земле, мой возлюбленный отец! Твоя дочь хочет обрадовать тебя благой вестью. Сегодня приходил во дворец Алим-Батыр
и просил передать великому хану, что он готов поймать Чабана Айдамаха, и просил выполнить твое обещание. Хан недоверчиво покачал головой, но все же послал царедворца за Алимом Батыром. Тот не заставил себя долго ждать. «Зачем ты пришел ко мне, о Джигит?» — спросил его хан. «О повелитель Крыма и Кавказа», — ответил Чабан. «Твои глашатые объявили, что кто изловит Чабана Айдамаха, тому падишах обещает в жены свою дочь и сделает его наследником престола. Подтвердишь ли ты это обещание, о повелитель земли и моря?» «Ханы крымские не бросали своих слов на ветер», — гордо ответил хан. Огляделся по сторонам Чабан и, увидев, что они одни, спросил насмешливо: «Не могу ли я обещанное получить сейчас же, о повелитель?» «Как ты смеешь смеяться над великим падишахом?» — закричал в ярости хан. Но едва только поднял он руки, чтобы хлопнуть в ладоши, как длинный кинжал Чабана-мстителя навис над его грудью. «Не будем, о царь царей, призывать в свидетели никого, кроме Аллаха. Видишь ли, мой хан Хаканым, как быстро исполнил я твой приказ привести к тебе ненавистного Чабана, которого ты 2 года тому назад, помнишь ли, о падишах, за любовь твоей дочери велел искалечить. Вот он и стоит перед тобой, твой враг и ненавистник». И юноша, открыв рот, показал хану свой язык. В ужасе увидел хан, что перед ним стоит сам грозный, бесстрашный Чабан Айдамах. Затряслись у него поджилки, согнулась спина, опустилась низко голова, бессвязно шевелились побледневшие губы. Ничего не оставалось от гордости и величия повелителя человеческих жизней. Единственным желанием его в эту минуту было спасти свою жизнь. А Джигит Чабан, насмешливо улыбаясь, продолжал: «Итак, я выполнил свое обещание. Привел пред твои светлейшие очи, о счастливый хан, живого Чабана Айдамаха. Почему же не вижу радости на твоем лице? Дошла очередь до тебя, о тень Аллаха, выполнить обещание». При этих словах он вынул готовый написанный фирман, договор, и положил его перед ханом. «О повелитель правоверных, я все обдумал за тебя. Тебе придется только приложить тамгу, печать, позвать твою дочь и приказать Хазнедару выдать мне в течение 10 минут 100 кисетов золотых червонцев». Ничего не оставалось хану, как выполнить точно приказание смелого Джигита. Дрожащей рукой подписал он фирман и поставил печать, а красавица сама вышла из соседней комнаты, потому что уже поджидала этих слов своего возлюбленного. «О, моя возлюбленная!» — обратился к ней Чабан. «Твой родитель, великий хан Крыма, отдает мне тебя в жены и дарит 100 кисетов золота в награду за честно выполненную мною работу. Но счастье лишило его возможности говорить и двигаться. Вот его письменное распоряжение Хазнедару о выдаче обещанного». И когда вернулась принцесса с кисетами золота, Джигит Чабан учтиво поклонился хану и сказал: «А теперь прощай, о тень Аллаха на земле, да смотри, не забывай Алима Батыра, не обижай беззащитных правоверных, иначе ты не так легко отделаешься от меня». И, сказав это, он быстро схватил красавицу на руки, и не успел хан прийти в себя, как они уже мчались на быстром, как ветер, коне, далеко за пределами дворца. Захлопал хан в ладоши, затопал в ярости ногами, закричал, что было силы. Сбежалась стража. «За Айдамахом!» — зарычал хан. Вскочили его воины на коней, помчались вдогонку. Но где им догнать лихого Джигита на быстром, как ветер, коне? Сказка о Кульбасты-батраке и косе-богаче. Жил однажды на свете старый чабан, и было у этого чабана 3 сына. В такой бедности жил старик, что нечем ему было кормить своих детей. И решил он отдать старшего своего сына в батраки к богатому мурзаку Косе-баю. Повел он сына к косе и попросил, чтобы принял он его на работу.
Хорошо, согласился Кассия-бай. Я возьму этого парня к себе в батраки, только должен он выполнить мое условие. Я дам ему пару валов, и пусть вспашет он за день столько земли, сколько сможет обижать ее моя собака. Выполнит условие, пусть остается работать. А не выполнит, тогда нагружу я на него мешок с 7 батманами соли, и пусть под его тяжестью заканчивает начатое. Если же и с грузом не вспашет он землю, тогда сдеру я с его спины 7 полос кожи и прогоню домой. Согласен ли ты на такие условия или нет? Страшны были условия богача, но еще страшнее была нужда. Ничего не оставалось делать бедному чабану, как согласиться на эти условия. Поцеловал старик сына, попрощался с ним и вернулся печальный домой. А парень остался у своего нового хозяина. На следующий день дал ему Кассия-бай пару быков, пустил по степи собаку и приказал начать вспашку. Бился сын чабана целый день, но успел вспахать только 1/4 часть всей земли, которую обошла собака. Скуп был Кассия-богач и не дал батраку своему даже крошки хлеба. Обессилел пахарь от голода и трудной работы и упал на землю чуть живой. На следующее утро Кассия-бай пошел проверять работу. Увидел он, что не вспахана вся земля. Поднял батрака палкой на ноги и, навалив на его спину 7 батманов соли, приказал кончать дело. Так тяжел был груз, и так велико было поле, что и в этот день не смог бедный батрак закончить работу. К вечеру снова пришел Кассия и спросил у работника: «Ну как, вспахал пашню?» «Нет», — прошептал умирающий от голода и усталости батрак. «Ну, тогда придется мне выполнить свое обещание». И, взяв розги, Кассия-бай принялся бить парня с такой силой, что у того в 7 местах спины мясо сползло ремнями. Не выдержал этих мучений сын чабана и умер под ударами Кассия-бая. Прошел год. Не дождался старый чабан старшего своего сына и отправился к Кассия-баю, чтобы расспросить о нем. «Я пришел, чтобы посмотреть на своего сына», — сказал чабан богачу. «Как живется ему у тебя, и отчего не навестит он старого своего отца?» «Он не выполнил условий», — ответил Кассия, «и поэтому отдал свою душу Аллаху». Горько заплакал старик, услышав о смерти своего сына, но нечего было делать, пришлось покориться. «Возьми второго моего сына», — сказал он. «Может быть, он сможет выполнить твои условия». «Давай его сюда», — обрадовался Кассия. «Только условия те же. Не выполнит их, нагружу его 7 батманами соли и 7 ремней сниму с его кожи». Тяжело было расставаться старику со вторым сыном, но велика была его нужда, и оставил он свое детище этому богатею. А Кассия-бай выгнал и этого парня с валами в поле и тоже заставил вспахать столько земли, сколько обежит ее собака, и опять поскупился он дать батраку хлеба. Весь день потел батрак над полосой, и так измучил его голод, что не смог он запахать и 10 части заданного. «А, ты не выполнил условия!» — закричал злобно Кассия, появившись в поле. «Работай же теперь с грузом соли на плечах!» И, взвалив на несчастного работника 7 батманов соли, Кассия-бай ударами палки заставил его продолжать работу. Еле передвигал ноги батрак под этой тяжестью. Куда уж было тут пахать. Сделал он несколько шагов и упал на землю замертво. «Ну, получай же плату!» — злорадно засмеялся Кассия-бай. И, подняв на мертвом рубаху, он начал бить его розгами до тех пор, пока не содрал с его спины 7 ремней кожи. Прошел еще год. И опять явился старый чабан к богачу, чтобы проведать сына. «Заскучал за сыном», — сказал он Кассия. «Как живется ему у тебя? Доволен ли ты его работой?» «Он не выполнил моего условия, и Аллах забрал к себе его душу», — ответил кровопийца, подняв глаза к небу. Заплакал бедный старик, но ничего не осмелился сказать богачу. Вернулся он домой и рассказал младшему своему сыну о гибели братьев. «Не горюй, отец»,
— ответил Кульбасты. — Отведи меня к Касебаю, авось моя работа ему понравится. Долго отговаривал старик сына, но тот и слушать ничего не хотел. Был Кульбасты хоть и не очень велик ростом, но такая сила была в его теле, как будто гнев всех обездоленных напитал его кровь своим пламенем. «Отпусти, отец», — повторил он, — «я сумею постоять за себя и за моих братьев». И пришлось старику согласиться на настойчивые требования своего детища. Отвел он его к богачу и сказал: «Возьми ты последнего моего сына, может быть, хоть ему удастся выполнить твои условия». «Давай, давай», — обрадовался Касебай. «Только пусть старается. Если не вспашет за день столько, сколько будет задано, взвалю на него 7 батманов соли. А если и с грузом не докончит работу, пусть пеняет на себя. 7 полос кожи сниму я тогда с его спины». Понял тут Кульбасты, отчего не вернулись домой его братья. Догадался он, каким образом отдали они Аллаху свои души. «Хорошо же», — сказал он в уме своем. «Выполню я твои условия, проклятый шайтан. Выполню так, что не к чему тебе будет придраться». «Возьми этих валов», — сказал Касе, — «и вспаши мне тот кусок земли, который обижит этот пес». «Ладно», — ответил Кульбасты. «Только гляди, хозяин, не забудь прислать мне на поле обед». «Не беспокойся, пришлю», — усмехнулся Бай. Взял Кульбасты валов и пошел на пашню. Выбрал он там хорошее дерево и вздернул на сук собаку. Потом запряг валов, плуг и принялся пахать. Так проработал он до тех пор, пока не настало время обедать. Но не удосужился жадный хозяин послать батраку и корку хлеба. Не стал его ждать Кульбасты. Повалил он одного быка на землю и зарезал его. Сварил он мясо в чугуне, пообедал, а шкуру высушил на солнце и надел на плечи. И еще больше стало силы у батрака Кульбасты. Запряг он оставшегося быка и запахал до вечера втрое больше земли, чем могла бы ее обижать собака. К утру не пришел хозяин проверить своего батрака. Недолго думая, взял да и зарезал Кульбасты второго быка. Так полакомился он говядиной и утром, и в обед. К вечеру Касебай подумал, что пора посмотреть на работу батрака, и пришел на поле. Каков же был его ужас, когда увидел он, что от его валов остались одни шкуры, а пес болтается повешенный на дереве. «На то воля Аллаха», — не моргнув глазом, сказал Кульбасты. «Ты позабыл прислать нам корму, добрый хозяин, вот собака и повесилась с горя. Валы не пережили такого несчастья и тоже отдали свои души Аллаху, а шкуры свои перед смертью завещали мне на память». В страшную ярость пришел Касебай от этих насмешек. Но взглянул он на батрака и задрожал от страха, ибо гневен был вид насмехающегося Кульбасты, и великая сила трепетала в его руках. «Ну, раз так, ничего не поделаешь. Воле Аллаха нужно повиноваться», — проскрежетал зубами Касебай. «Вижу я, что условие мое ты выполнил». Вернулись домой хозяин и работник. «Присмотри за скотиной», — сказал батраку Касебай на следующее утро. «Я поеду на свадьбу, а ты следи за коровами, чтобы не вышли они за ворота сарая». «Хорошо», — ответил Кульбасты. «Иди спокойно. Ни одна корова не обрадуется, если попытается нарушить твое приказание». Ушел на свадьбу Касе. Остался Кульбасты дома. Днем коровы захотели пить и стали одна за другой выходить к колодцу. И батрак прикалывал их поочередно, лишь только переступали они порог сарая. Так перерезал всех 40 коров хозяина, а головы их отрубил и сложил у ворот. Вернулся Касебай со свадьбы. Видит, лежат 40 коровьев голов у его дома, а туши валяются по всему двору. Пришел он в ужас от такого зрелища. «О, благоверный ага!» — встретил его батрак. «Коровы осмелились не повиноваться твоей воле и отдали за это свои души Аллаху». Ничего не сказал Касе, ибо нельзя ему было придраться к словам работника. «Возьми эту отару барашков и присматривай за ними, чтобы не полезли в сад», — сказал Касебай батраку. «Хорошо», — подумал Кульбасты. «Раз ты сам напрашиваешься, то разорю я тебя дотла, кровожадный пес». И стал стеречь Кульбасты хозяйских барашков. А барашки
один за другим начали перескакивать через изгородь в сад. Много потрудился Кульбасты, пока перерезал их всех и свалил в кучу под дерево. Ни одна овца не вернулась к вечеру домой. Увидел хозяин такое разорение и уже не мог удержаться. — Что ты сделал? — закричал он на батрака. — Ты разорил меня! — На то воля Аллаха, — ответил смиренно Кульбасты. — Барашки переступили порог твоих владений и понесли достойную кару. Куда прикажешь убрать туши? Закипела кровь в жилах косе богача. Потерял он быков, потерял коров, потерял всех своих барашков, и решил он страшно отомстить батраку за свое разорение. — Убью я его, — сказал он жене. — Приготовь мне ружье, я отправлю его в лоно шайтана. Услышал эти слова Кульбасты и решил хитростью избежать опасности. Положил он в свою постель петуха и дубовую колоду, накрыл их одеялом, а сам спрятался и стал следить, что будет делать хозяин. Как только наступила ночь, Касебай взял ружье и вошел тихо в чулан, где спал Кульбасты. Услышал он, ворочается Кульбасты, а это шевелился петух, и выстрелил из ружья в колоду. — Ну, слава Аллаху, избавился я от этого опасного работничка, — засмеялся он. Утром вышел Кульбасты здоровым и невредимым. Изумился этому Касебай, загорелся от досады и злости и решил все равно доконать батрака. — Обварю я его живьем, — сказал он жене. — Приготовь мне к ночи казан кипятку. — Да поможет тебе Аллах в этом деле, — сказала жена и начала разводить огонь. Услышал и этот разговор Кульбасты. Поймал он 2 крыс, привязал их на своей постели, положил колоду и накрыл одеялом. А сам спрятался и стал следить, что будет делать хозяин. Выждал ночи косе, взял казан с кипятком и, пробравшись в чулан батрака, вылил кипяток на постель Кульбасты. Запищали ошпаренные крысы под одеялом. Обрадовался косе. — Прими Аллах душ всего злодея, — засмеялся он. Утро настало, вышел Кульбасты живым и невредимым из своего чулана. В ужас пришел косе, и не было предела его ярости. Но спросил он ядовито: — Сладко ли спал ты ночью, сын мой? — О, добрый хозяин, — ответил, усмехаясь батрак, — под твоим кровом стыдно грешить против Аллаха. Спасибо на добром слове, сладко спал я ночь. Только казалось мне, что крысы мочились на мое одеяло. Заскрежетал зубами Касебай, но ничего не ответил работнику. Пошел к жене и сказал ей: — Ничто не берет нашего батрака. Видно, талисман какой-то имеет он, что даже кипяток на него не действует. Ну так подействует яд. Приготовь к вечеру чебуреки, да получше поджарь, чтоб вкуснее были. Кульбасты любят поджаренные. Наступил вечер. Сели ужинать. Пригласил косе батрака разделить с ним трапезу. В знак внимания подал чебуреки ему на отдельной тарелке. Угадал Кульбасты желание хозяина и обменил незаметно свою тарелку с тарелкой хозяйского сына и начал есть чебуреки, прихваливая. «Но то тоже воля Аллаха», — шипел косе, провожая сына на кладбище. Налилось сердце Касебая местью, как инжир соком. «Утоплю его», — сказал он жене. «Постели постель на 3 на крыше с той стороны, которая находится над обрывом. Ляжем спать с ним, его положим на краю. Ты ляжешь между нами, и когда толкну я тебя тихонько, ты как будто нечаянно толкни его и сбрось вниз. Разобьется о камни, избавимся мы, наконец, от этого иблиса». Постелила жена войлок на крыше. Положила подушки, простыни и одеяло. Легли спать 3: хозяин, хозяйка и батрак. Над самым обрывом. Задремали хозяева. Перелез незаметно Кульбасты и лег между ними. «Дорого же ты решил заплатить за смерть моих братьев, за нужду моего отца, за тягости моей работы», — сказал себе Кульбасты. Ночью проснулся косе богач и толкнул тихонько Кульбасты, думая, что лежит жена. Изо всей силы толкнул Кульбасты хозяйскую жену, и полетела баба с обрыва. Наступило утро. — Вставай, жена, избавились мы от работничка, — сказал, проснувшись, Касебай. — Слава Аллаху, его пророку! — услышал он в ответ голос Кульбасты. Так испугался кровожадный богач, что затрясся всем телом.
Слишком силен его талисман, — подумал он. Не победить мне Кульбасты батрака. Все погибло у Касебая. Решил он хоть свою шкуру спасти. Взял он с собой драгоценности и убежал из дома. Велел выкопать себе склеп на краю кладбища. «Если кто спросит обо мне, скажите, что уехал я в Турцию». А сам влез в приготовленный для него склеп и спрятался там. «Не уйдешь от меня, кровожадный змей», — сказал себе Кульбасты. «Ты ответишь мне за кровь замученных тобою». Велик был гнев батрака, и решил он настичь Касебая хоть в самых лапах шайтана. «Этого коня получит тот, кто укажет мне место, где спрятался старый злодей Касе», — объявил он на базаре, ведя под узцы лучшего хозяйского коня. «Я копал ему склеп», — ответил на призыв Кульбасты могильщик. «Пойдем, и увидишь ты его логово». Незаметно подкрался Кульбасты к склепу Касебая. Взял он в руки веревку и стал ходить около могилы, мыча как вол, чтобы вызвать Касе. Долго не отзывался богач из своего склепа, но охватила его жадность. Подумал он, что попал уже на тот свет, и один из быков его вышел встречать хозяина. Высунулся из склепа жадный бай и стал тихонько подзывать быка. «Ке-ке-ке, мальчик, ке, мальчик». Набросился тут Кульбасты на злодея, скрутил ему руки и привязал веревкой к дереву. «Настал час дать ответ за все твои злодеяния», — сказал он богачу. «Ну-ка, поведай мне, кровопийца, как довел ты братьев моих до гибели? Как вверг в нужду моего отца? Как замучил ты десятки своих батраков?» И рассказал подробно Касе обо всех своих злодеяниях. «Получай же за дела свои!» — гневно воскликнул Кульбасты. «Кровь загубленных тобою идет на тебя, проклятый змей, и нет достаточного наказания, чтобы заплатить за нее. Принимай же мое возмездие!» И, взяв розги, Кульбасты батрак принялся хлестать Касебая до тех пор, пока со спины его не сползло 7 ремней его поганой кожи. Поплатился богач за свои злодеяния. Подох собачьей смертью, а грязная душа его отправилась в пасть Иблиса. Сказка о 3 искателях счастья. Давным-давно, так что и сказать нельзя, было ли то в самом деле или не было, жили в некоем государстве 3 друга. Были бедны эти друзья, и терпели они такую нужду, что стало им, наконец, совсем невмоготу. И отправились они странствовать по белу свету в поисках счастья и удачи. Долго ли, коротко ли бродили они по разным странам, только довелось им прийти в один большой и многолюдный город. Вошли страдники в первую попавшуюся кофейню и стали подкреплять свои силы, чем Бог послал. И когда прошла их усталость от долгого пути, размечтались они о счастье и об удаче. «Эх, друзья!» — начал старший из них. «Говорят, что падишах этой страны неисчислимо богат. Взял бы этот сын гиены, да и пригласил бы меня к себе, и сказал бы мне так: ты, я знаю, очень нуждаешься, Али. Прими от меня кисет золота и объезженную лошадь. Получил бы я это. И не стал дожидаться, сунул бы деньги в карман, оседлал коня и помчался домой к родной семье». Был второй парень холостяком, и не было у него семьи, к которой бы он стремился. И сказал он так: «Пусть бы меня позвал этот ишак, Делибаш, позвал бы и сказал: эй, сын Османа, на тебе из моей казны торбу золота, да выбери на придачу из моего гарема любую по вкусу тебе наложницу. В 2 счета заручился бы я красавицей, забрал бы ее, забрал деньги и айда в свою деревню». Самый младший из друзей ничего не сказал. Был он юноша непокорного нрава, и не прельщали его ни богатство, ни знатность. С гневом взирал он на мурс, разорявших крестьян. Ненавистью вскипела его кровь при виде козней падишахов. «Как вам не стыдно, друзья мои?» — сказал он наконец. «Вы устремляете стрелы ваших помышлений на милости падишаха, а не помните того, что он злейший грабитель правоверных, да пошлет на него небо холеру и чуму, и да разразит его пособников моровая язва. Никогда бы не унизился я искать у него подаяние». В это самое время падишах сей страны вместе с 2 своими визирями
переодетый в ремесленника, сидел за соседним столиком и внимал беседам посетителей, ибо желал выведать помыслы своих подданных. Услышал он разговор трех друзей и решил испытать их стойкость. Приказал он одному из визирей проследить за странниками и доставить их к утру в свой дворец. И подослал визирь в кофейню шерифа, и объявил шериф, что призывает падишах сих пришельцев предстать перед его царские очи. «Прослышал падишах, — объявил шериф, — о том, что прибыли в его государство трое знатных чужеземцев, и просит их не отказать ему в его смиренном гостеприимстве». Хоть и трепетали от страха двое старших друзей, но так велико в них было желание богатства, что согласились они сразу следовать за шерифом. А младший отвернул лицо от призыва и отказался идти во дворец к повелителю. Долго уговаривали его спутники, чтобы не покидал он их и шел с ними вместе. «Ладно, друзья», — согласился наконец он, — «сколько лун идем мы вместе, и не хочу я теперь оставлять вас в этом деле. Но не ждите от меня восхвалений падишаху и не надейтесь на мою почтительность». Вышли все трое из кофейни и двинулись за шерифом во дворец властелина. Принял их падишах, и захотелось ему показать свое великодушие. «Если дошел до вас слух о моих щедротах, то чего вы желали вы получить от меня, о пришедшие издалека?» И сказал старший из пришедших: «О повелитель правоверных, тень Аллаха на земле, ты прозорлив и угадал наши желания. Мы бедные ремесленники, и тягостно стало жить нам в ежедневном труде за кусок хлеба. Вот и пришли мы в твою страну искать счастья и удачи. Остановились мы в кофейне и стали мечтать о твоих милостях. И возжелал я, чтобы наградил ты меня кисетом золота и добрым конем. Добрался бы я тогда к своему дому богатым и счастливым». «А как ты назвал того, у кого хотел получить этот дар?» — спросил падишах. «Удел повелителей прощать провинившихся», — взмолился проситель, падая в ноги шаха. «Смилуйся надо мной. Назвал я тебя сыном гиены». «Выдайте ему то, чего он просит», — приказал падишах. И дали просителю кисет с червонцами и привели ему из конюшни горячего арабского жеребца. «А ты чего просишь?» — обратился падишах ко второму пришельцу. «О, великий властитель!» — сказал второй странник. «Не удосужился Аллах наградить меня женой, и нет у меня семьи, к которой бы я стремился. Но так же, как и друг мой, хотел бы я получить от тебя торбу золота и доброго коня. Да хотел бы я еще, чтоб подарил ты мне лучшую из невольниц твоего гарема». «Ты получишь это», — ответил шах. «Но повтори сначала, как ты назвал меня, когда говорил обо мне в кофейне». «Незлобивость твоя да превысит твои щедроты», — взмолился проситель. «Осчастлив меня надеждой, о падишах, что и меня, как моего собрата, минуют стрелы твоего гнева. Ишаком и Делибашем назвал я тебя в кофейне». «Выдать ему, чего он просит», — сказал хан. И поднесли слуги второму страннику полную торбу червонцев и вывели ему коня из падишаховых конюшен, а старший евнух привел ему из гарема лучшую из наложниц повелителя. «Твой черед теперь просить у меня подарков», — сурово обратился падишах к младшему. «Вижу я, что придется мне и тебя наградить как следует». «Заблуждаешься, падишах», — отвечал юноша. «Ни о чем твоем не мечтал я в кофейне. Я и сам сумею заработать себе на пропитание. Не желаю я милости от тебя и от тебе подобных». «Довольно, дерзкий бродяга! Нет, ты мечтал о сотне ударов по подошвам своих нечестивых ног. Эй, стража, наградить сего парня сотнею добрых палок!» Схватили смелого юношу падишахова телохранители и повлекли его к воротам темницы. Там повалили его на землю, всунули ноги его в колодки и 100 раз опустили на его пятки безжалостные удары. Вышли все трое из падишахова сираля. Ехал первый на подаренном жеребце, вез за пазухой кисет с червонцами. Ехал и второй верхом, держал на руках красавицу, звенело у него золото в торбе. Еле передвигал ноги третий, унося на своем теле щедрый подарок.
И двинулись друзья из города по дороге. Жалко стало старшему страннику младшего своего друга, слез он с коня и посадил на него израненного юношу, а сам пошел подле пешком, поддерживая лошадь под узцы. Отомстил падишах мятежному юноше за прямое слово, но не утихла в сердце жестокого хана ярость и злоба. Не позволили ему обычаи убить парня в черте столицы. Призвал он Сераскира и приказал ему догнать странников. «Увидишь ты 3 путешественников за городскими воротами. 2 едут верхом, 3 шагает пеший. Настигни пешего и заруби его ятаганом». Вскочил Сераскир на коня и помчался вслед за путниками. Догнал он их за городом и убил идущего подле лошади. И потухло дыхание старшего друга, только что получившего дар вероломного шаха. Вот обратная сторона монеты, которой награждают цари, — сказал младший, погребая друга. Двинулись дальше, верхами, средней с женой и юноша. Рассказал Сераскир падишаху о том, что исполнил он его волю и убил старшего, который шел пешком. И догадался падишах, что зарубил он не того, кого нужно. — Невелик грех, — засмеялся шах. — Догони снова и убей того, кто едет один, без наложницы. И опять поскакал Сераскир вслед за путниками. Ехали тем временем друзья, утомились под ними кони. — Возьми к себе в седло мою ханум, — сказал средний. — Пусть хоть немного передохнет жеребец. Взял юноша женщину, посадил ее впереди себя. А средний едет рядом один в седле. Нагнал путников Сераскир падишаха, налетел на едущего в одиночку и зарубил его ятаганом с одного удара, и потухло дыхание у среднего друга. — Вот милости шаха, — сказал юноша. — Да будут прокляты распоряжающиеся жизнями правоверных. Вырыл он могилу для друга и отдал ему последние почести. И поехал с девушкой в дальнейший путь. Наступил вечер, и нужно было искать убежище. Увидели странники в стороне от дороги пещеру и расположились в ней на ночевку. Постелили попоны, положили под головы седла и уснули крепким сном под сводами. Ночью вдруг услышал юноша голос в пещере. «Выпусти, выпусти меня, добрый путник!» Вскочил юноша и разбудил спутницу. Осмотрелись они вокруг, но не было никого в пещере. Только стали засыпать, снова раздался голос: «Выпусти, выпусти, добрый путник!» Снова осмотрел юноша пещеру, и снова ни одной души не обнаружил. Лег спать, и в 3-й раз раздалось над ухом: «Выпусти, выпусти меня, добрый путник!» «Выходи, если нужно, сам!» — закричал юноша. И только вымолвил он эти слова, как внутренность пещеры осветилась от 1000 золотых монет, падающих сверху. Был в этой пещере великий клад, заколдованный здесь в давние времена теми, кто отобрал золото у хищных падишахов. И расколдовал своими словами отважный парень клад, предназначенный для великого возмущения. К утру собрал он сокровища, нагрузил ими караван верблюдов, взятых из соседней деревни, и вооружил на это золото всех бедняков, угнетенных падишахом. Привел он свое войско под стены столицы, осадил ее приступом и великою карою покарал тех, кто насытил страну несчастьями и нищетою. Сказка о щедром хане и Мустафе Муджабе. Однажды Крым-Гирей-хан возвращался с охоты. На дороге встретился ему Мустафа Муджаба, который ехал на черном ишаке. Мустафа остановил хана и, как видно, не узнав, с кем он говорит, обратился к нему с такой речью: «Не знаешь ли, добрый путник, как мне проехать ко дворцу, чтобы увидеть самого Крым-Гирея?» Хан заинтересовался желанием этого человека и, в свою очередь, спросил его, зачем это ему нужно. «О, добрый путник!» — ответил Мустафа. «Видишь ли, я задолжал одному купцу 10 червонцев, и этот жадный шайтан, да будет он проклят Аллахом, грозит, что посадит меня в тюрьму, если я не возвращу ему его окаянные деньги». «А кто ты такой?» — спросил хан. Ответил Мустафа. «Кто я такой, знает только моя мать, да и та давно уже гуляет в садах Эдема». «А зачем тебе нужен хан?» — спросил Крым-Гирей, удивленный таким ответом.
Так, по пустякам, — ответил Мустафа. Я хочу попросить у него 10 тысяч червонцев. Может быть, даст. А если он не даст тебе этих 10 тысяч? Ну, тогда пусть даст 1000. А если и 1000 не даст, что тогда? Ну, тогда, так и быть, уступлю до 100. А если и 100 червонцев не даст, — настаивал хан, — что тогда ты будешь делать? Раз уж ты хочешь знать, дорогой Эфенди, то знай, что если такой богатый осел, как хан, пожалеет для меня 100 червонцев, то пусть тогда все 4 ноги вот этого моего черного ишака войдут в чрево его любимой жены, а я сяду сверху и поеду домой на них обоих. Хану так стало любопытно все это, что он шепотом приказал одному из своей свиты провести чудака в свой дворец, и сейчас же сам поскакал туда другой дорогой. Проникнув в хан-сарай раньше Мустафы, хан влез на трон и стал ожидать появления своего доброжелателя. Через минуту доложили о приходе просителя, и хан велел впустить его к своему трону. Как только Мустафа предстал перед ханом, он тотчас же узнал в нем своего собеседника, с которым он разговаривал по пути. Но, не моргнув глазом, он поклонился ему и приветствовал по всем правилам. «Кто ты, странник?» — спросил хан. «О, повелитель Крыма и Московы! О том, кто я, спроси, пожалуйста, мою мать, когда увидишь ее в раю Магомета». «А чего ты хочешь от меня?» «Много слышал я о твоих богатствах», — сказал Мустафа. «Вот и пришел попросить у тебя несколько монет. Нужны мне 10 тысяч червонцев. Дай мне их». «Бог подаст», — ответил хан. «О, благочестивый хан, не оскверняй себя перед Аллахом, отказывая бедняку в помощи. Дай тогда хоть 1000». «Бог подаст», — ответил хан. «И 100 червонцев не дашь?» — удивился Мустафа. «Бог подаст», — опять произнес хан. «Ну, будь здоров и невредим, о благочестивый правитель. Знай, что черный ишак стоит привязанный у ворот твоего гарема». Легенда об Арзы-Хыс. В очень давние времена, когда весь южный берег Крыма принадлежал еще турецкому султану, жил в деревне Мисхор скромный труженик Аби-Ака. Жил он в старой хижине под деревней, близ моря, и неутомимо работал на своем маленьком винограднике. Не был старик Аби-Ака богачом, но слыл честным, мудрым и работящим и пользовался поэтому большим почетом и уважением у всех односельчан. Бережно ухаживал Абей-Ака за своими дынями на баштане, за лозами на винограднике, за персиками и яблонями в саду, оберегал их от весенних морозов и туманов, от прожорливых гусениц и болезней, но всего заботливее, всего нежнее выращивал он свою единственную дочку, свою черноглазую Арзы. Славился Абий-Ака своей трудовой честной жизнью и мудростью, но еще больше славился он своею красавицей-дочкой. Строен и гибок был стан Арзы, как лоза винограда. 40 тонких косичек сбегали по плечам ее до самых колен. Блестящие огромные глаза были черны, как звездное небо над цветущей яблоней. Яркие губки рдели, как 2 спелые вишни, а нежные щеки румянились, как бархатные персики. Ласково трепали Арзы по щекам добрые старушки-соседки. Умильно поглядывали на нее почтенные деревенские старики, пуская дым из трубок у ограды дворца Аби-Акая. А юноши в ее присутствии старались выказать особое молодечество и втайне о ней вздыхали. Но внимательнее всех присматривался к Арзы хитрый старик Али-Баба, с тех пор, как впервые увидел ее у фонтана у самого берега моря, набирающей воду в медный кувшин. Али-Баба был владельцем филюги с пестрыми парусами, приходившей часто из-за моря с турецкого берега в Мисхор для торговли. Не любили и боялись Али-Бабая в Мисхоре, ибо ловко умел он обмануть при продаже и покупке. И шла о старом турке темная молва, будто высматривает он девушек в деревнях южного берега, похищает их и увозит на своей филюге в Стамбул для продажи в гаремы турецких пашей и баев. Всегда не по себе было красавице Арзы,
когда она чувствовала пристальный долгий взгляд Али-Бабая. Очень часто встречался он ей внизу у берега, когда она спускалась к фонтану за водой. Встречались часто и его корабельщики-матросы, тоже внимательно на нее глядевшие. Казалось, как будто они за нею следили, высматривали, куда и когда она ходит, какие у нее склонности и привычки. Время шло, и хорошела с каждым днем прекрасная девушка. Весело хлопотала она вокруг отцовской хижины, помогая матери в работе. Звенел ее серебристый смех в саду и на баштане. С бойкой песней спускалась она к своему любимому фонтану и долго просиживала там, глядя, как набегают волны на берег и шевелят разноцветными камешками. Много мисхорских женихов присылали к Аби-Акаю, но посмеивался старик, и пряталась Арзы, ибо не могла она забыть эмира Сана, ловкого джигита из дальней деревни, встретившего ее однажды у прибрежного фонтана. Это о нем думала она подолгу, глядя на волны и на чаек, носившихся над морем. И вот пришел день, когда красавец эмир Асан прислал сватов к прелестной Арзы, дочери Аби-Акая. Покачал головой старик. Жаль ему было отдавать дочь в чужую деревню. Поплакала мать, но пришлось согласиться. Отпраздновали обручение. Пришла весна. Пышно зацвели деревья в саду Аби-Акая, но еще пышнее цвела дочь Абия, красавица Арзы. Надвигался праздник Курбан-Байрам, праздник, когда в деревне играют свадьбы. На 4-й день Курбан-Байрама была назначена свадьба Арзы. Печалила ее близкая разлука с приветливым садом, со всей родной деревней, с подругами и с милым фонтаном у берега моря. И тайно грызла ее душу еще другая смутная тоска. Ночью навещали ее тяжелые сны. Казалось ей, будто смотрят на нее в упор чьи-то недобрые, чужие глаза. Вскрикивала Арзы и просыпалась в испуге. Праздновала деревня Мисхор сразу 3 праздника: Курбан-Байрам, праздник весны и свадьбу красавицы Арзы. Юноши и девушки затевали на плоских крышах саклей шумные веселые джиины, и с крыши на крышу перебрасывались задорными манне. Многолюднее и шумнее всего была сакля Аби-Акая. Вся деревня Мисхор старалась принять участие в праздновании свадьбы всеми любимой Арзы. И из соседних деревень, где также высоко ценили и чтили старого Аби-Акая, приходили гости на торжество. Много было шума и веселья, но Арзы была омрачена печалью. Вот спустились весенние сумерки на Крымский берег. Вот в синюю тень погрузились подножия Айпетри. У деревни послышался хавал чебана, возвращающегося со стадом, и посерела просторная гладь моря. Арзы поднялась со своей подушки, наряженная в пестрый антер невесты, и тихонько вышла из хижины. В последний раз захотела она увидеться и проститься с дорогим для нее фонтаном и морским берегом. Взяла она свой медный кувшин гугум, набросила на себя чадру и спустилась к фонтану. Там у самых морских волн, прислушиваясь к плеску легкого прибоя и журчанию источника, погрузилась она в воспоминания о своем детстве. Слезы брызнули из ее прекрасных глаз при мысли о близкой разлуке с этими любимыми местами и со своей девичьей жизнью в отеческом доме и родной деревне. Не подозревала она, что несколько пар пытливых глаз неустанно наблюдают за ней и следят за каждым ее шагом. Не подозревала она, что во мраке спускающейся ночи кусты над берегом были заняты подкравшимися чужими людьми. Не подозревала, что фонтан окружен со всех сторон. Намечтавшись у берега над волной, Арзы подошла к фонтану, нагнулась и подставила свой кувшин под желобок. Звонко, веселой струей побежала вода в серебристый сосуд. Вдруг что-то чуть шевельнулось над самой ее головой.
послышался легкий кошачий прыжок, и две цепких руки обхватили тонкий стан несчастной девушки. Отчаянный крик о помощи вырвался из уст несчастной девушки, но две другие руки закрыли ей рот, набросили ей плащ на голову и скрутили ее так туго, что она не в силах была издать больше ни звука. Злые пираты подхватили драгоценную добычу и во главе со своим хозяином Али-Бабаем бросились к поджидавшей их лодке. Али-Баба торжествовал. Наконец-то ему удалось осуществить мечту своего жадного, преступного сердца — похитить такую женщину, которая, сделавшись украшением дворца самого султана, принесет ему богатство и почет. Он уже совсем было терял надежду, глядя на свадьбу Арзы, а тут жертва сама далась ему в руки. Обезумевший от ужаса и горя, прибежал отец Арзы на крик своей дочери, но было уже поздно. Филюга Али-Бабы уже покачивалась в волнах, уносясь к далекому Стамбулу. Вся деревня огласилась воплями. Все оплакивали свою любимую Арзы. Тосковали о бедной похищенной девушке не только несчастные родители и подруги, не только односельчане и соседи. Любимый ее фонтан, у которого совершилось злое дело, прежде весело журчавший и дававший обильную влагу, стал иссякать, уменьшаться и, наконец, закапал тяжелыми капельками, как горькими слезами. Но один раз в год, ровно в годовщину похищения красавицы Арзы, в тот же вечерний, весенний час начинал фонтан струиться сильнее. В этот час из тихих волн выходила жительница морских бездн, русалка с младенцем на руках. Она подходила к фонтану, жадно пила из него воду, любовно мочила в нем руки и волосы, ласково гладила камни, садилась на берегу, задумчиво вглядывалась в морской простор, в игру звезд на ряби моря, взглядывала на деревню, тихо вздыхала и снова, опустившись в волны морские, исчезала до следующего года. И так много лет прошло. Умер от горя старый Абий, состарились взрослые, стали взрослыми дети. Замечали жители Месхора появление русалки, сильно боялись ее и не знали, кто она такая. Но однажды приехали купцы из Стамбула и рассказали о том, кто была русалка. Когда разбойник Али-Баба привез несчастную Арзы в Стамбул, то удача его не оставляла. Не успел он вывести плачущую красавицу на невольничий рынок для продажи в гарем какому-нибудь паше, как явились на рынок евнухи самого великого падишаха. Они заметили девушку, осмотрели хорошо и нашли ее достойной ложа повелителя смертных, блистательного халифа, наместника пророка на земле. Девушка была приведена перед очи падишаха и удостоилась внимания и ласки. Али-Бабаю была дана великая плата, столько султанских золотых, сколько нужно, чтобы сплошь выложить ими парадное ложе его падишахского величества. И зацвел новый цветок в счастливом саду повелителя. Но тосковала, плакала Арзы, не находила себе места в гареме, дичилась жен, рабынь и евнухов, и таяла не по дням, а по часам. Дал Аллах красавице Арзы ребенка, но не осветил он ее померкшей души. Ровно в годовщину того дня, когда руки разбойников-пиратов схватили ее на далеком крымском берегу у любимого фонтана, поднялась Арзы с ребенком на угловую башню султанского Сираля и бросилась в золотые волны Босфора. В тот же вечер печальная русалка с младенцем подплыла впервые к фонтану у берега Месхора. Легенда о золотой колыбели. В очень давние времена, когда не создал еще Аллах великого прародителя всех людей Адама, изгнанника Дженнета, на свете жили какие-то древние не то люди, не то духи, по названию джин-тайфасы. Были разные джинны. Одни были правоверными, другие — неправоверными, не признававшими единого Аллаха, создателя всех миров.
По эту сторону Крымских гор, вдоль всего побережья, жили Аллаховы джинны. Они были верны заветам единого Аллаха и его пророка, произносили по правилам молитвы и 5 раз в день восхваляли его премудрость. По ту сторону Крымских гор, внутри страны, жили неправоверные джинны. Они не признавали заветов Аллаха, не творили его молитв, нарушали его веления и подчинялись врагу Аллаха, великому бесу Иблису, которого сделали своим богом и учение которого выполняли. Аллаховы джинны, живя на побережье Крыма, сажали сады, разводили виноград, сеяли хлеб и проса и пряли лен. Иблисовы же джинны, живя в диких горных лесах, пасли стада на редких лугах, охотились на козлов и оленей и выжигали уголь. Каждая группа джиннов имела своего властителя, своего хана. Не было согласия между джиннами Аллаха и джиннами Иблиса. Часто шли между ними войны и распри. Они отнимали друг у друга пашни, леса и пастбища, угоняли скот, не давали производить сельские работы. Из-за этих стычек зарождались кровавые военные походы, разорялись и сжигались деревни. Много джиннов убивалось и уводилось в позорное рабство. Ненавидели Аллаховы джинны Иблисовых, а Иблисовы Аллаховых. Ненавидели и их ханы друг друга и всегда были полны жаждой мести за прошлые обиды. Но чаще побеждали Иблисовы джинны, так как они были более смелы, подвижны, жестоки, неустрашимы, выносливы, закаляясь на охоте и пастьбе скота. А джинны-земледельцы были робки, боялись уходить от своих хижин и пастбищ, плохо владели оружием, не привыкли к военным хитростям и жестокостям. У хана Иблисовых джиннов был сын-наследник. Юноша редкой красоты, смелый, страстный и настойчивый. Не знал он еще любви, так как не было в стране Иблисовых джиннов девушки, достойной такого витязя. И жадно прислушивался он к рассказам о чужих красавицах. Был у ханского сына дядька-воспитатель, невольник хана, который когда-то маленьким мальчиком был украден Иблисовыми джиннами у Аллаховых в лесу, когда собирал кизил. Он вырос в неволе, отличился умом и многими доблестями. В старости получил поручение воспитывать ханского сына, научил его разному искусству и стрельбе из лука, и метанию из пращи, и прыганию, и бегу. Очень полюбил старый раб своего воспитанника и рассказывал ему, как живут другие джинны, какие у них витязи и девушки. Часто виделся старик тайком с другими невольниками своего племени и знал через них обо всем, что происходило на его родине. Рассказывал старый дядька воспитаннику своему, что у хана Аллаховых джиннов на морском берегу Крыма есть молодая дочь, такая красавица, что только о ней и поют соловьи той страны, и далеко за ее пределы разносят сладостную славу о ее несравненной прелести. Велел молодой сын хана привести к себе тайно тех невольников, которые видели принцессу, и расспрашивал их обо всем, из чего слагается ее дивная красота, и о коже лица, похожей на лепесток розы, и о тонких стрелках бровей, и о глазах, горящих, как звезды, и о губах, манящих, как черешня, и о мягких пленительных волосах. Много рассказали невольники пылкому юноше. И так ясно представилась ему несравненная красота дочери южнобережного хана, что загорелось у него неукротимое желание хотя бы посмотреть на никогда не виданную им красоту, хотя бы услышать из уст благоухающее слово и сказать ей, что нет во всем Крыму девушки, подобной ей. Глубокая страсть разгорелась в его мужественном сердце. Все мысли его наполнились думой о прекрасной, никогда не виданной им соседке. Перестала радовать его и охота со сверстниками на оленей и козлов на Яйле и в дремучих горных лесах, и состязания в меткости стрельбы из лука в летящую птицу, и скачки на диких горных конях, и военные игры с мечом, копьем и щитом, и охота за пленниками с длинным арканом, и веселые пирушки у отцовского очага, и рассказы его старых воинов о давних походах, боях, победах, и сказки старух о славных царских сыновьях в далеких странах. Стал сын хана мрачен и молчалив, погрузился в думы,
отказывался от еды и питья, не находил покоя, молчал, не смея проронить слово о своей преступной страсти к дочери врага, размышлял без сна по ночам и тосковал так, что пожелтел, иссох и стал похож разве на тень свою. Так далеко завела его скрытая от всех любовь. Глубоко печалился старый хан, глядя на скорбную перемену в любимом сыне. Настойчиво допытывался он от него о причине его тоски, но юноша молчал, как могила. Призывал хан искусных колдунов, чтобы его излечить, но те не находили никакой болезни, и тщетны были все их заклинания от дурного глаза. Старался хан развеселить сына плясками невольниц, шутками придворных насмешников, воинскими забавами, зурнами и сантырами. Но ничего не помогало. Принц оставался мрачен и угрюм, и не мог отец разгадать тайны его печали. Призвал тогда старый хан к себе верховного жреца Иблиса и поручил ему во что бы то ни стало узнать причину скорби сына. Тот стал следить за каждым его шагом, словом и вздохом, но ничего не мог заметить. Наконец, когда в одну ночь юноша забылся краткой дремотой, верховный жрец подкрался к нему, приник ухом к его шевелящимся устам и услышал явственное «О, Зехра, Зехра!» и слова великой любви и печали. Долго гадали хан со своим жрецом, о ком шептали ночью уста юноши, но не могли никак догадаться. Долго спрашивали они повсюду, но не нашлось во всем ханстве ни одной девушки по имени Зехра. Стали они тогда призывать гадателей и гадать на имя Зехра. И догадался один из колдунов и указал, что Зехра живет по ту сторону гор, на берегу Великого моря. Опросили они пленников из аллаховых джиннов и узнали всю правду. В старом хане тревога сменилась страшным гневом. Измену увидел он в преступной страсти сына, измену отцу, племени и его древнему богу Иблису. Он запретил сыну даже и помышлять о проклятой иноплеменнице, осыпал ее имя страшной бранью, грозил юноше заключением и отцовским проклятием и установил за ним строгий надзор. Одно упоминание об иноверном соседе хане и его племени приводило старика в свирепую ярость. Но не таково было твердое сердце юноши-принца, чтобы можно было угрозами изгнать из него черты любимой. Видя неукротимость гнева своего отца, он про себя твердо решил тайком бежать из пределов власти грозного отца и пробраться во что бы то ни стало за горы, в приморскую страну аллаховых джиннов, к мечте своего сердца, чтобы хоть единый раз взглянуть на свой кумир и исцелить душу свою единым взглядом ее прекрасных глаз. Долго-долго размышлял печальный юноша, как ему выполнить свое решение, как обмануть отца и поставленный им надзор. Никто не мог ему помочь в его планах, кроме его старого преданного слуги дядьки, который вырастил его с малолетства и душу свою готов был положить, чтобы исполнить желание воспитанника. Старик достал тайком платье чабана, в одну темную грозовую ночь положил свернутое из соломы чучело на ложе принца, а сам с переодетым юношей проскользнул мимо дворцовой стражи, прокрался глухими мрачными переулками к городской стене, отыскал ему одному известный подземный ход, ведший из старого разрушенного подвала под стеною наружу в ближайший лес, в скрытую пещеру. Только здесь беглецы остановились на минуту, чтобы вздохнуть, но тотчас же осторожно скользнули дальше по глухим лесам, по скалам и пропастям, без дорог и тропинок, по дебрям, куда не ступает нога путника, и где только горные козлы прыгают со скалы на скалу, не боясь стрелы охотника, да мрачный барсук копошится в расселинах, щелкает орехи. Так бежали они всю ночь, все выше и выше, в горы, и к рассвету поднялись на самую Яйлу. Пустынна была Яйла, служившая границей между обоими ханствами. Страшились показываться сюда джинны и с той, и другой стороны. Но все же побоялись беглецы дневного света, спрятались в мрачной пещере и дождались вечера. В темноте второй ночи они осторожно прокрались по опасным скалам и провалам Яйлы и скользнули в леса южного склона. Пробираясь между сторожевыми постами аллаховых джиннов, между стоянками охотников и кошами чабанов, остерегаясь их свирепых собак, спустились беглецы к утру к
к прибрежным селениям. Трудно было бежать из отеческого дворца и родового племени. Трудно было пробраться незамеченными через непроходимые горные леса в чужую вражескую страну. Но самое трудное было проникнуть во дворец правоверного и увидеть его зорко оберегаемую красавицу-дочку. Долго искал случая и измышлял ханский сын способы выполнить свою мечту. Ничего не помогло. Его прогоняла стража, рвали сторожевые собаки, высокие ограды и крепкие заборы преграждали ему путь. Решили, наконец, беглецы придумать хитрость, чтобы во что бы то ни стало пробраться во дворец и выполнить горячее, непреклонное желание юноши. Стал принц вместе со своим старым слугой разучивать неведомые им до сих пор священные песнопения. Долго учили и выучили их большое число. Тогда они переоделись в платье странствующих нищих дервишей и стали ежедневно подходить к воротам ханского дворца и распевать священные гимны, восхваляя премудрость Аллаха и его халифа на земле, великого хана правоверных джиннов. Прекрасный певучий голос молодого дервиша, страстные, настойчивые мольбы, выражавшиеся в звуках его песен, нашли, наконец, дорогу к уху красавицы-принцессы. Она стала в обычный час приближаться к воротам и в открытом месте слушать прекрасные гимны дервишей. Наконец, красавица Зехра начала упрашивать старого хана, своего отца, разрешить святым дервишам в священные дни приходить в ее дворцовую молельню и оглашать ее песнопениями. Старого хана также глубоко растрогало прекрасное пение дервишей, и он допустил священных странников во внутренней части дворца, уступая просьбам красавицы-дочки. Тут-то в священной тишине храма Аллаха впервые увидел переодетый принц Дервиш ту, о ком столько бессонных ночей мечтала его душа. Долго не мог он прийти в себя от трепета и изумления, ибо все мечтания его были лишь бледной тенью той красоты, которую он теперь видел перед собою наяву, и не было границ его восторгу. Но и сама принцесса Зехра скоро заметила, слушая дивные гимны, что не только звучным голосом обладает молодой дервиш, но и прекрасным, мужественным, гордым лицом, светящимися, смелыми, пылкими глазами и могучим, гибким, стройным станом, проступающим из-под нищенских дервишских одежд. Прошло несколько времени, и все чаще пели дервиши свои песнопения для красавицы-принцессы в молельне. И уже не только искусство пения показывал молодой дервиш во дворце. Он участвовал и в состязаниях в стрельбе из лука, и в метании копья, и в борьбе, и в верховой езде, и никто из правоверных юношей не мог сравниться с ним мужеством, силой и меткостью. И заподозрила красавица Зехра и ее отец, правоверный хан, что не нищий дервиш входит в их дворец, а какой-то пришлый витязь, покинувший свою землю. Прошли месяц за месяцем, и пришел день, когда два любящих сердца открылись в преданности друг другу. Не было предела их блаженству, когда старый отец красавицы не нашел слов отказа на их мольбы и согласился сочетать их браком. Принц торжественно принял веру своей возлюбленной, веру единого Аллаха, сбросил притворные одежды дервиша, явился в настоящем виде витязя, но не открыл своего действительного происхождения. Счастлив был безмерно и старый хан, когда его дочь, прекрасная Зехра, наградила его златокудрым внуком. Очарованный дед подарил ей фамильную колыбель, в которой по наследству с давних веков укачивались все наследные принцы ханского рода правоверных джиннов. Была колыбель, сделана из чистого золота с слоновой костью. Вся сверкала драгоценностями и мастерством работы, а при качании сама собою издавала нежные колыбельные песни. Стала красавица Зехра укачивать своего прелестного младенца в золотой, поющей песни колыбели. Тем временем слух о браке ханской дочери с каким-то пришлым витязем, принявшим ее веру, дошел до края иблисовых джиннов по ту сторону Крымских гор. Давно уже их хан тщетно искал своего исчезнувшего сына и никак не мог найти его следов. Он пытал и казнил стражу, не уберегшую его. Он призывал гадателей, но ничего не мог узнать.
Наконец он решил, что беглый сын погиб в горах и лесах, и что лучше ему, беглецу, умереть такой смертью, чем попасть в сети своей возлюбленной, дочери ненавистного хана приверженцев Аллаха. И утешал этим хан свою отцовскую скорбь. Когда же дошла молва о браке при дворе хана Аллаховых джиннов, о рождении наследного младенца, страшное подозрение закралось в душу старика. Он послал лазутчиков в ненавистную вражескую страну, чтобы они посмотрели на пришлого витязя, мужа принцессы. Лазутчики принесли весть, что это действительно сын хана, бежавший из отцовского дома и принявший ненавистную веру Аллаха. Безмерна была ярость старого хана против беглеца и изменника сына, бросившего родной край, свое племя, отца и его ханский трон, предавшегося кровным врагам, сочетавшегося мерзким браком с дочерью злейшего недруга, породившего с нею змеиное отродье и совершившего самое страшное дело, изменившего вере отцов, служению Иблису. Великим гневом и местью закипело сердце старика, и решил он уничтожить и отступника сына, и проклятое гнездо врага, совратившего его своим чародейством, и всю страну ненавистных правоверных джиннов. Уничтожить так, чтобы навеки с ними покончить. Созвал хан всех своих вельмож и жрецов на диван. Клялся перед ними именем великого Иблиса отомстить врагу и потопить его в крови, и просил всех помочь ему в этом священном деле. Жрецы и вельможи, почуяв добычу, еще больше разожгли его гнев и обещали дать всех своих воинов. Собралось в горах огромное войско последователей Иблиса, и, подстрекаемое его жрецами, припоминая древние обиды, возбуждаемое гневным, мстительным ханом, ринулось через горы на вражескую землю. 7 лет и 7 зим длилась страшная война. Кровь лилась рекой, земля дрожала под копытами лошадей, воздух наполнялся свистом стрел, яростно нападали население прибрежных джиннов свирепые пришельцы из-за гор. Не трусами показали себя и Аллаховы джинны. Они выставляли свое храброе войско и мужественно защищали свою землю и веру, свои хижины, жен, детей и стариков. Сам старый правоверный хан собирал отряды и направлял их навстречу врагам. Его мужественный зять стоял во главе войска, защищавшего его новую родину. Его видели в первых рядах, в самых опасных местах. Как лев бросался он вперед, увлекая за собою Аллаховых воинов, и стремительно поражал приверженные Иблису войска своего отца, своих единоплеменников, бесстрашно защищая от них свою любовь, свою красавицу и своего сына. И его оружие сопровождала победа. Но не везде и не всегда мог быть в первых рядах храбрый, бесстрашный предводитель. Не все его воины были так же крепки сердцем, как он. Пока он побеждал в одном месте, в других слабели его войска под напором разъяренных горцев и терпели поражение. Так случилось, что он отважно бросился с отборным отрядом на врагов, врезался в их ряды, сея вокруг себя ужас и смерть, проник далеко вглубь их войска, стараясь достигнуть отцовского стана, и не осмеливались враги приближаться под удары его стремительного меча. В это время в других местах поколебались и были обращены в бегство его отряды, сомкнулись за его спиной ряды врагов, и он с неустрашимой горстью храбрецов оказался окруженным и отрезанным в опасной горной теснине. С беззаветной храбростью защищался отряд. Много врагов полегло у его ног, но прибывали все новые и новые толпы. Тучи стрел сыпались с соседних скал, огромные камни скатывались в теснину, и, наконец, метко пущенный чьей-то скрытой рукой камень из пращи попал отважному предводителю прямо в висок и поверг его мертвым на землю. То был камень из пращи его гневного и мстительного отца хана. Лишенный любимого вождя, недолго мог сопротивляться весь отряд и был уничтожен до одного человека.
Рядом с убитым витязем легло и изрубленное тело его воспитателя, старого раба. Страх и ужас напал на всю землю аллаховых джиннов. Уже никто не думал о сопротивлении, думали лишь о бегстве и спасении. Ожесточенные воины приверженцев Иблиса охлынули безудержным потоком в беззащитную страну, жгли, грабили, убивали все, что попадалось на пути. Камня на камне не оставляли от былых деревень, городов и храмов. В мрачную пустыню превратили цветущий южный берег Крыма. Счастливым мог почитать себя тот, кто был уведен в тяжкое рабство. Он сохранял, по крайней мере, жизнь свою. Остальные были до одного все перебиты. Куда было спасаться? Не было аллаховых кораблей на морском просторе. Крепости в горных скалах были уже разрушены врагами, а все пути и тропы из их прибрежной страны вели через горы, в страну ненавистных врагов и блисовых джиннов. Не было никому спасения. Старый хан аллаховых джиннов долго защищался с дочерью и внуком в своем дворце, где ныне находится Алупка. Долго не могли взять его враги и придумали способ, чтобы уничтожить его совершенно. С самой вершины горы Айпетри стали они сваливать огромные обломки скал. Те страшным грохотом и неудержимой силой катились вниз и падали прямо на дворец, разбивая его в осколки и щепки. Столько этих страшных скал посбрасывали враги, что и следа не осталось от ханского дворца, а на месте его образовалась огромная груда горных обломков, нагроможденных друг на друга в мрачном хаосе. Старый хан, убитый горем и охваченный глубоким отчаянием, видя неминуемую гибель дворца, когда первые камни ринулись с Айпетри, бросился спасаться через последнее убежище, через потайной подземный ход, который вел из дворца в Алупке вверх, в горы, в крепость Исар, на горе, называемой теперь Крестовой. Он устремился по подземному ходу, увлекая за собою рыдающую дочь, прекрасную Захру, и маленького внука. Из всех своих былых богатств и сокровищ они захватили с собой только одну, самую дорогую драгоценность — золотую поющую колыбель. С великим трудом и мукой поднялись они по мрачному длинному подземному ходу в крепость. Там, вверху, был выход в скрытую таинственную пещеру в расселине. Когда они подошли к нему, то с ужасом и отчаянием увидели, что их грозная крепость тоже уже взята и разрушена врагами, что и на нее свалились могучие обломки скал Сайпетри, и что расселена с пещерой завалена так, что нет совсем из них выхода. Не могли их здесь найти свирепые враги. Не могли их ни убить, ни увести в позорное рабство. Но могли ли они здесь найти спасение? Кругом них лежала опустошенная, разрушенная страна, наполненная трупами, среди которых рыскали озверелые враги. Никто не мог их спасти, открыв выход из пещеры. Без всякой помощи и поддержки несчастные, претерпев страшные страдания, умерли с голоду в своей горной пещере у выхода из подземного хода. Перед смертью старик-хан произнес над золотой колыбелью грозное заклинание, от которого она стала невидимой. Предание говорит, что золотая колыбель эта еще и ныне хранится в мрачной пещере горы Исар. Только иногда во время сильной бури, когда вихрь проникает в заколдованное таинственное подземелье и раскачивает колыбель, она тихонько поет заунывную колыбельную песню. Многие, очень многие, с давних пор старались как-нибудь достать золотую колыбель в пещере на Крестовой горе, но всегда безуспешно. Многие платились жизнью за свои дерзкие попытки, срываясь со скал. Другие, спасши свою жизнь, возвращались перепуганные, полубезумные, с искривленными навеки ртом, руками или ногами. Очень крепко колыбель заколдована старым ханом. Никому не дается она в руки, если не имеет тот нужного талисмана.
а талисман может открыться только тому, в ком горит такая же могучая, беззаветная любовь, какую носил в себе отважный сын хана Иблисовых джиннов, павший от руки собственного отца. Легенда об Аюдаге. Вот что передавали нам о горе Аюдаг наши деды, а им и их деды и прадеды, греки, несколько сотен лет тому назад, жившие там, где мы сейчас живем, с нашими детьми и внуками. Когда-то давным-давно, в стародавние времена, по всему крымскому побережью жили не люди, а некое племя джиннов. Тяжела и сурова была их жизнь в дикой горной стране. Тяжел и мучителен был их непосильный труд. И верны они были заветам и учению Аллаха, возносили к нему молитвы и повиновались указаниям пророка, которого Аллах послал в эту страну, чтобы просветлять умы и сердца джиннов. Надеялись они, что Аллах и его пророк облегчат их тяжелую жизнь. Упорным дружным трудом расчищали джинны дремучие леса, выравнивали пашни, насаждали сады, открывали источники, и все лучше, легче и богаче становилась их жизнь. Но чем больше справлялись они с нуждой, чем больше побеждали лесные дебри и скалы, чем легче делалась их жизнь, тем яснее они видели, что сами они своим трудом улучшают свою жизнь, и что если не будешь работать сам, то и Аллах тебе не поможет. Все больше проникал в сердце их дух недовольства строгими предписаниями Аллахова закона, мешавшими их труду, радости и веселью. Все меньше времени проводили они в храмах, все меньше били поклонов, все меньше давали денег на Аллаховы нужды. Давно ждал этого хитрый бес Иблис, изгнанный Аллахом с небес за такое же непослушание, только и ищущий, как бы подзадорить острым словом непокорных, тяготящихся строгостями Аллаховых велений. И признали джинны своим пророком хитрого, враждебного Аллаху Иблиса, и поклонялись ему, следуя его премудрости, и радовалось его сердце такой удаче. Учил он их не унынию, а радости, не покорности, а смелости, не заботам о месте в раю после смерти, а о веселье на этой земле. Пророк, посланный Аллахом, напрасно являлся среди отвернувшихся от Аллаха джиннов, поучал их угодными Аллаху словами, призывал отступиться от иблисовых радостей и возвратиться к покорности единому Аллаху. Говорил он им много о гневе и суде, о наказаниях и муках в аду, о жертвах и постах. Пролетели мимо глухих ушей джиннов его надоевшие им слова. Не признавали джинны его истинным пророком, смеялись над его страхами и призывами, клеймили презрением, как самозванца, и, наконец, увлекаемые веселым учением Иблиса, стали изгонять его из своей страны. Лишили подаяния, питья и приюта, даже осыпали камнями, угрожая смертью. Пришлось Аллахову пророку тайком и с великим трудом вырваться из вражеских рук Иблиса и спастись бегством из селений джиннов в глухие горные леса. В глубоком унынии и отчаянии поднялся он на высокую гору для жалобы Аллаху. Молился он 40 дней, 40 ночей, не вставая со своего молитвенного ковра и умоляя Аллаха покарать отступившее от его веры племя джиннов, предавшееся Иблису и изгнавшее его, своего праведного, свыше посланного пророка. Он настойчиво просил Аллаха наслать на изменников 1001 беду, уничтожить их всех и тем показать грозный пример в назидание другим племенам и народам, сохранившим пока верность Аллаху. 40 дней, 40 ночей не слышал Аллах своего верного пророка, занятый другими грешниками. На 41-й день он внял, наконец, его громкому голосу и настойчивым мольбам и стал измышлять грозное наказание. Отдал Аллах об этом приказ своему свирепому мстителю, великому медведю, который в дальней сумрачной стране всегда лежит скованный крепкими цепями
и огромными вечными льдами. Он снял с него великие цепи и раздвинул крепкие льды, и велел ему плыть в страну забывших его заветы и отшатнувшихся от него джиннов, и тяжко их покарать. Освобожденный от цепей и льдов великий медведь, грозный мститель Аллаха, быстро проплыл по широким морям и приблизился к берегу Крыма, к стране племени джиннов. В том месте, где близ мыса Сарыч лежала первая деревня джиннов Фарос, и начиналась страна этих отступников от Аллаха. Там великий медведь подплыл к берегу, вышел из глубоких вод морских и поднялся на сушу, обнаруживая все свое огромное тело. И был он так велик, тяжел и страшен, будто необъятная грозная гора, а густая шерсть на нем была, как дремучие леса. Ребра вздымались, как могучие утесы. Морская вода сбегала по телу, как шумные горные ручьи и водопады в лесу. Могучие тяжкие лапы великого медведя ступили грозно на крымскую землю, а мощная спина, в это время поднявшись из воды морской, достигла самых облаков. И поднялись от выхода медведя из воды такие великие волны у всего крымского побережья, что много погибло джиннов, бывших у берега, и несколько прибрежных деревень было начисто смыто. Вышел на сушу мститель Аллаха великий медведь и двинулся по стране джиннов вдоль берега. Своей великой грузной тяжестью он все разрушил на своем пути. Страшные лапы его раздавливали все, что под них попадало, живое и неживое, леса, стада и целые деревни. Острые могучие когти взрывали землю огромными бороздами, оставляя после себя ряды глубоких оврагов и ущелий. Под великим грузом медвежьего тела поползла грозными оползнями земля со склонов крымских гор, бывших до этого мягкими и округлыми, и обнажались, как кости из-под мяса, твердые крутые каменные недра. Но и камень не устоял под небывалым грузом, и рушились с великим громом скалы и целые горы, рассыпая далеко вокруг себя груды осколков, погребая под собой дома и селения несчастных джиннов. Дрожала и стонала прибрежная страна, рушились деревни, мгновенно изменялось лицо гор, вырастали острые отвесные скалы, менялись под тяжестью твердые земные слои, ложась в причудливые складки, и гибло племя джиннов от мала до велика, и никто не оставался в живых. А в тех местах, где особенно велика была непокорность джиннов Аллаху, где особенно почитались враждебные ему учения, там, разъяренный мстительным гневом великий медведь, пускал в ход всю могучую силу своих когтей, грозными ударами рыл землю, ломал и крошил скалы, низвергая целые горы, оставляя после себя грозные груды дико нагроможденных друг на друга камней. Их и сейчас увидишь в Алупке, Семиизе, Арианде, Кучуккое. Ни жалостные вопли гибнущих джиннов, ни крики детей, ни мольбы матерей не могли остановить разъяренного мстительного зверя. Опьяненный своей неотразимой мощью, он со все большей силой продолжал свое разрушительное дело. На том месте, где ныне простирается долина города Ялты, стояли в то время главные храмы джиннов и служили Иблису самые высокие жрецы, его самые близкие сподвижники. Тут ярость великого медведя дошла до крайних пределов. Постарался он совсем искоренить богохульную местность, чтобы она всякое сходство потеряла с прежним своим видом. Он нажимал могучими боками, ударял и напирал тяжкими лапами, разъяренно рыл и ломал неумолимыми когтями. И отодвинулись высокие горы дальше от берега, обнаружив скалистые недра и обступив большим кругом провинившееся место. Образовались глубокие долины и широкая котловина там, где прежде стояли высокие холмы и пологие скаты. И следов не осталось от былых капищ врага Аллаха Иблиса и от его жрецов. Дошла здесь до пределов ярость Аллахова мстителя, великого медведя.
Тяжело было передвигать по земле огромное грузное тело, привыкшее к воде и тысячи лет скованное цепями и льдами. Велика была сила грозного зверя, но велика и мощь тяжелых недр земли и крепость глубоких каменных пород. Ослабел гнев медведя, уничтожив главное гнездо отступников от Аллаха. И все же, по воле своего повелителя, продолжал он свой разрушительный путь вдоль побережья, уничтожая и ломая все по дороге. Но силы и ярость его были уже не те. Так добрался он до того места, где глазам его открылась цветущая и приветливая Партеницкая долина, ласкающая взор миловидными холмами, роскошными садами, благоуханием цветов, сочной зеленью лугов, тяжелыми гроздями богатых виноградников и миловидной нашей деревней Партенит. Надвинулся великий медведь на Партеницкую долину, поглядел на ее несравненную красоту и богатство и увидел, что нет лучшей долины во всем Крыму и, наверное, на всем свете. Вышли из деревни Партенит жившие там джинны, трепещущие перед приближающейся ужасной гибелью. Преклонили колени и громкими воплями оглашали долину. Матери протягивали в руках младенцев навстречу грозному зверю, моля о пощаде. Юноши обнимали дрожащих невест, укрывая от неотвратимой гибели. И дрогнуло тут свирепое сердце мстителя. И вспомнил великий медведь, что далек уже пройденный им путь по крымскому побережью, что много уже потрудился он во славу Аллаха над уничтожением неверных джиннов, что утомились его могучие лапы, пересохла грозная пасть, неукротимо жаждущая прохладного питья. Повернулся великий медведь к широкому морю, погрузился передними лапами в его холодную пучину, поклонился своему повелителю Аллаху 7 раз, преклонил оба колена, опустил страшную пасть в голубую влагу и стал долго и жадно пить. Грозно бурлило море у его жаждущей пасти, вливая в нее неиссякаемые потоки. Высокие волны ходили по всему побережью от тяжкого дыхания огромного зверя. Жажда медведя была так велика, что он пил долго, очень долго. Не утоливший еще своего гнева, жаждавший еще крови и мести Аллах, стал призывать великого медведя выйти из моря и продолжать свой путь, разрушить и Партеницкую долину, уничтожить деревню, пойти дальше по берегу. Не терпело его мстительное сердце такого промедления, но не слушал медведь понуканий Аллаха и все продолжал ненасытно пить. Великим гневом наполнилось сердце Аллаха от такого промедления. Открылись уста для проклятия. «Был ты великим моим мстителем, будешь великим ослушником. Оставайся навеки на этом месте в назидание поколениям». И стали от Аллахова проклятия каменеть огромные члены медведя. Мощные бока превратились в страшные отвесные пропасти. Высокая спина стала мощной округлой вершиной горы. Медвежья голова над морской пучиной сделалась острой скалой. Густая шерсть обратилась в непроходимую дубовую чащу. Великий медведь стал медведь-горой, аюдагом, и замер навеки. Только великое Черное море продолжает грозно бурлить около пасти медведя, как будто он продолжает поглощать морскую влагу, и очень боятся осторожные мореплаватели этих опасных водоворотов. Прошло много веков. Успокоился южный берег Крыма после страшного посещения медведя. Выросли леса, развелись животные, расселились люди. Вблизи Новой горы образовались деревни и Гурзуф, и Кизилраш, и Дерменкой, и Куркулет, и Старый Партенит. Но все они держатся поодаль. Все-таки страшно. Вдруг древний медведь опять ослушается Аллаха и пошевелится.
и остается гора Аюдак безлюдной. Никто не решается поселиться на ней или завести хозяйство. Нашлись когда-то смельчаки, что построили на его вершине крепость и монастырь, но, видно, им пришлось плохо. Одни развалины, поросшие древним мохом, свидетельствуют об их смелости. Никто не живет на Аюдаге. Только недавно высадились под Аюдагом мальчики и девочки с красными повязками на шее и устроили себе большой лагерь под самым боком великого медведя. Это всем нам известный пионерский лагерь Артек. Как они не боятся!